Но будем новости слушать и этот, о чем-нибудь подымем вопросы. Почитаем. Все это время Комитет уголовно-исполнительной системы Что-нибудь почитаем. не реагировал на сообщения журналистов и нарастающий шум в социальных сетях. Только сегодня в ведомстве решили официально ответить на вопросы Bugun казахстанцев. bunda bayram ekan Fransiyada и bir kim bir narsa ishlamay. Tishda ozgina yomg'ir bo'ldi, туда-сюда и вот так вот. Обстановка такая. Обстановка такая. В отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело и виновные будут привлечены к ответственности. При этом в комитете Ошбарга qaratib qo'ydim endi men. местоположение Куандака Бишимбаева Yo'lga и qarataylik. уточнили, в какой именно колонии он отбывает свой срок. Адвокаты бывшего министра национальной экономики Казахстана утверждают, он находится в колонии Степногорска, что в Приморской области, и защитники регулярно навещают своего клиента. Напомню, в мае этого года столичный суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы за жестокое убийство Салтанат Нуркеновой в ресторане, принадлежащем семье Так. Короче говоря, сейчас зашел именно ТикТокта этот сидят наши. Посмотрим, напишу, что они скажут здесь. Ну, я сегодня посмотрела, у Инстроя однокомнатная квартира 43 квадрата, 15 лямов 200, не хотите? Так, татарлар, башкортлар. Это ЖК достраивается, или Так. достраивается еще. Керегез ютубка. Отделочные работы идут. Там уже часовой сдается. 15 миллионов это еще черновая отделка, да? Нет, наоборот, уже не черновая, уже чистовая отделка. Заезжай, живи, обои, линолеум, тоже. Разговоры у них, видите? Дом хотят покупать туда-сюда. Койгылары біткен мында сугуш бара. И самое интересное, короче, которую я загрузил. Последняя новость в телегу. Этот инстаграмдан. Сибайдан кеткенлер, или нәрсекеге ютубка да кірттім да енді вроде бы, ютубка да кірттім. Сибайдан кеткенлер, получается, 20 енді это мало, конечно, ну, там говорится 20 солдат, получается. И получается, ну, таким образом, эти солдаты явно поехали не гулять там, так скажем, наверное, в этом 2 года кирзачи топтать, как говорится, или там говно пинать. Они всяко могут попасть, вот услышите еще, вот этот день, сегодня 11 ноября, и вот эти, которые ушли 20 солдат, куда они попадут. И вот это нытье родителей вы скоро услышите, наверное. И поэтому хотелось бы, как раз мне в комментарии начали уже писать насчет этого. Этот бух исен білмегенлер, ну типа что-то такое, әлі нәрсәлеген сугышка китеп баралар. Әти әнисе нәрсәне карый дип язып җибәргән миңа бер кеше. Примерно шулай. Ну, чынлап та инде, на самом деле, вот этих душар, я сам тоже вот это, как говорится, в 19 пошел, 21 вернулся, тоже такой же был неуч, ничего не знал.
Ну ладно, мы в армию сходили. А эти, как говорится, сейчас под таким риском идут, что в любой момент могут на прорыв Курска, на прорыв Белгорода, на прорыв Крыма. Неизвестно, где сейчас прорвет. Ноябрь, декабрь. Мощная война была диптурамна. Хазар вот даже не дослушал вот эти новости прям про это. Гундят, что ноябрь, декабрь до коронации Трампа будет пиздец, блядь. Пиздец нахуй. Мясорубка будет жесткая, блядь. Поэтому, как сегодня тоже вот в телеге где-то я смотрел, этот отправляли, как там жмурики как в окопах прям. А это прям говорится о том, что это эти, как вы говорите, не укропы, а русня. Русня там. Там не укропы. А снимает это видео кто-то остался в живых. Получается, там весь окоп в трупах. Минимум там, если по видео пройтись, видно там, ну, егерме киши точно баранда. Я так мельком могу сказать, что 20 человек это все, пиздец. Шунда шерib яталар алар. Аларны bir ким алып китмей. Изләп тә йөрмәгез аларны. Поэтому, как этот второй такой интересный видос сегодня был, как узбечка. Потом кто-то мне пишет, типа, она не узбечка, не говори, что это узбечка. Но человек, если, блядь, с Узбекистана, значит, узбек-то инде. Если наружу написано, что она не русская, значит, узбек, наверное. Или татар. Главное, блядь, с Узбекистана явно. Но с российским паспортом. Попиздавала, блядь, алты баласын ташлап, нахуй, сугушка кеткен беру. Пятакся. Нәрсә, это, как говорится, пизда чешется? Или у мужа что-то чешется, непонятно. Муж, блядь, который на войне, блядь, убивать поехал, блядь, украинцев, еще этот пригнал себе жену, блядь. А, может, они еще 7-го хотят родить там на войне, блядь? Или 8-го там? Я не могу понять, блядь, нахуй. Куттак барма, хатын кешеге сугушта, блядь. Или надо нехуй делать там. Узбек, явно узбек. Не нужно говорить, говорит, узбекам, блядь. Ну тогда давайте я тоже забуду нахуй, что есть вообще узбекский народ. Что их вообще не было, блядь. Это русня на самом деле. Это не узбеки. Это русские просто в Азии живут и все. И поэтому они, как говорится, любят Путина. Давайте мы вот так будем выражаться. Нахуя узбекам, блядь, вообще существовать на земле, блядь. Забудем нахуй нацию. Башкиртлар, блядь, забыли? Татарлар забыли свою нацию. И черед пришел узбекам забыть свою нацию нахуй. Урысқа айланагыз нахуй. Иртагадан сіз урыслар, блядь. Аузына сыгимляр. Они, блядь, нахуй узбеклар нихуя, блядь. Поэтому, когда, блядь, нахуй, предъява нахуй идет, блядь, нахуй на твою нацию, признавайся, как вот Байден, блядь. Признавай свое поражение, нахуй. Мужик был сам, блядь. Поэтому башкиртная татарга это пример. Пример тому, что, блядь, нахуй, вот эта вся вот эта хуйня, которая идет на войне, блядь, нахуй, причастны вы тоже. Вы такие же, блядь. Вы такие же манкурты, которые прут, нахуй, на эту сраную войну, блядь. И потом, самое интересное, блядь. Самое интересное, то, что, блядь, нахуй, Башкортстанда, блядь, нахрен, газ, свет, бүтүнөй бир була туруп, Буржанда бүгүн свет жок экен, газ жок экен, отопление жок экен, блядь. Кыш кирди, ноябрь, 11 ноябрь. Вы ебанулись? Кая халық, блядь? Выходите на восстание тогда. Вы же не нацисты. Выходите насчет газа. Хотя бы тогда шунды бунт күтәрегез, блядь. На то уж пошло, блядь. Бунты поднимайте нахуй. Урыслар ведь она Курскийда елап яталар нахуй. Где моя хата, ды? Где узкожопая хата? Ах, блядь, украинцы забрали в Курске ихние хаты, да? Или все-таки Путин, пидор, виноват? Поэтому Башкортостанка призываю нахуй. Выйти нахуй на бунт, блядь. На любой кипиш нахуй вы должны вставать, блядь. На любой нахуй. Я в данный момент пока за какал сынов нахуй, за куштау, хуяу, блядь, не призываю, блядь. О, за свою жопу хотя бы выйдите. Отопления нету, блядь. Буржанда нахуй. В другом месте тепло, а там не тепло. А получается, значит, мне похуй, я же из Уфы, да, ведь, блядь. А Буржанда говорят, пусть туму бульсондар нахуй. Меня не ебет, да, ведь?
Вот таким макаром вы живете. Моя хата с краю, блядь, нахуй. И 20 человек из Сибая ушли в армию тоже, блядь, похуй, пусть мрут, но уфимские пусть живут. А сибайские, бурзянские, все дохнут пусть нахуй. И мерзнут, и на войне дохнут, блядь. Шулай мламаны. Шуларга, блядь, нахуй, мен еще раз призываю, блядь, Башкортостандағы халықна, блядь, басырға таким образом, чтобы вы осознавали, блядь, нахуй, на какой сейчас, блядь, земле вы живете. Осознавали, для чего вообще вы там вообще, ни кутарна вы там появились на этой земле. Башкортостанда, хам Татарстанда. Если вы за него не боретесь, блядь, Украине, блядь, вы не боретесь за Башкорт хам Татарна жерина. Вы там не боретесь насчет этого. Имейте в виду. Борьба, когда у тебя на земле, а не на чужой земле. Поэтому вы должны понимать, что убивая, блядь, нахуй чужое население, вы таким же образом, нахуй, делаете урон, блядь, Башкортостану, Татарстанга. Потому что вы хуй забили на свою родину и ушли дела делать Путина. Таким образом, вы никогда, нахуй, не станете, блядь, нахуй, независимыми. Вы будете рабами, были и будете рабами по жизни. Поэтому я всегда вот пытаюсь, блядь, я думаю, вот темы нету, блядь, кундабры тема шага, блядь. Я думаю, нахуй я не выйду сегодня там, вчера вот пел, нахуй, караоке у меня, нахуй, ямбатаги. Вот, таки, саклам, блядь. Как это по-татарски будет, нахуй, ну, давление, нахуй, от всего, блядь. Ты думаешь, блядь, жерлап тахорим, думаешь, себя, блядь, пытаешься успокоить, нахуй. Ну, блядь, кунда какой-то новости, нахуй. Кунда, параша. Из параши идет параша только, блядь, нахуй. Нормальных новостей оттуда не идет никогда, блядь. Что, блядь, нету убийства, нету, блядь, нормально, все, начали жить, все, войны нет. Нихуя. Из параши несет параши, блядь, конкретно. Вот мне вот эти темы, каждый день вот такие темы, блядь, я думаю, блядь, нахуй. Порой, блядь, я теперь понимаю дела журналистов, нахуй. Дела журналистов никогда не закончатся, наверное. Потому что у них тоже та же, блядь, парашеское дело, нахуй. Потому что это параша людская, нахуй, не закончится никогда, блядь. Никогда, нахуй. Покоя нету. Особенно, блядь, с путинским миром. До этого вот этот чуть-чуть ТикТок вел. Но в ТикТоке тоже нихуя людей нету. Поэтому я решил YouTube как оригинально. И тут пока туда-сюда, и тут вот новостей, блядь, и там до хрена и больше. Таким образом, давайте по порядку начнем. Много, короче, всякого накидали тут. Чтобы на всякой, примерно с пантологией какой-то, давайте будем и прослушивать, и озвучивать, потому что не все я пересмотрел, то, что вот увидел. Вот, давайте продолжение вот этого темы как раз. Чувашлар, Шупашкара. Ну, Шупашкара тоже может есть у меня тоже в группе, я не знаю, кто есть, кто нет. Наемнику из Чувашии оторвало ноги. После этого он стал не нужен власти. Охеренно. Давайте послушаем, о чем он говорит. Тут есть видео. Зовут Николай Валерьевич. Работал я вообще строителем. И до сих пор хочу дальше пойти работать. Вот, так что строителем. Контракт я подписал 26 октября 2003 году. Пошел я на СВО добровольно. Все свои задачи выполнял до конца. Чем занимался? Я был пулеметчиком. Ну, на боевых задачах 5 раз. Манкурт. На пятый раз я уже получил ранение. Ну, дрон, короче, мне под ноги скинул бомбу. 4 суток я выползал. И когда до своих дошел, ты живой вернулся. Я говорю, да. Я же тебя... Ну, он прямо мне сказал, 3 раза я тебя записывал 200-м. Врачи очень, конечно, хорошие, молодцы. Ну, давайте вот эту ногу вот так ампутируем, эту вот так. Согласны, говорит? Я говорю, а куда мне деваться? Здесь, да, вот протез. Он протез. Протез правой ноги. Выписали, сказали, все. В телеге можете посмотреть. Идель Урал. Или какой там. Я говорю, хорошо, давайте 2 месяца. Я 2 месяца дома пробыл. Потом
еще 2 месяца. Свободный Идель-Урал. Дома. Потом мне перестали выплачивать зарплату. Туда позвонил, в Оренбург. Я говорю, вот так и так, пробей про меня, говорю. Зарплату тебе не платят, говорит, потому что ты находишься непонятно где, тебе надо будет приехать в часть. Я говорю, хорошо, я приеду. Все документы у меня есть, то, что я заходил к начмеду, командиру батальона своего, ко всем обращался. Нет, с их стороны движений никаких нет. Нет, кинули. Мне списали. Понимаете? Списали. Списали? Как в Афгане, блядь. С Афгана. Она, пока я там месяц жил, она одна здесь дома жила. Никто не помогал. Администрация знает, в какой вы ситуации? Да, знают, они ко мне приходили, они со мной разговаривали. Просто одно решение у меня, один вопрос, просто пускай мне с армии спишут. Почему вы не ставите? Ждите очереди, говорит. А сколько я ждать должен? Он мне говорит, 2-3 месяца сидит. Я снимал квартиру для того, чтобы сам себе составлял условия вот эти. А на какие деньги? На свои. На свои деньги. Квартиру снимал 2500 в сутки платил. Я получаю как инвалид 9500. Это и то мне военную травму не поставили. То, что, Инвалид 9500 рублей. Это 9500 я получаю. Плюс, Пиздец. как ветеран боевых действий, 4180. Все. Больше я никаких денег не получаю. 480 рублей. 10 тысяч рублей получает он. В Сача. Ну, это Сача, то, что как дезертир, можно сказать, да? То, что я самовольно покинул воинскую часть. Я зашел в военкомат, мы составили рапорт. То, что, да, на самом деле я сейчас нахожусь дома у себя в Чувашии, в Оренбург, да, связаться с частью, пускай напрямую там звонят или что они, чтобы меня не подали дезертиром. Сам я как? Мне нужен автомобиль, чтобы я туда доехал. Чтобы этот автомобиль был постоянно со мной. Какая-то помощь от главы администрации нашей, какая-то помощь должна от них быть. Пиздец. Я же не один такой. Таких у нас ребят очень много. Кто без ноги остался, кто без руки, кто без глаза, кто... Еще он заикается как-то, бля, разговаривает странно, заикается. И да, я бы хотел, чтобы, да, это наша Чувашская республика в чем-то хотя бы какой-то... Бля, вот эта Мурзилка заебала нахуй, опять нахуй, иди нахуй отсюда. Ким yozib yotar ekan deb turam, блядь, пятая ауз, блядь. Вы кем мында бар, договорите хотя бы, когда вот такие параши заходят, блядь, Мурзилки всякие. Заебали. Короче, туганлар, мына Шупашкараға, дочитаю. Свои 45 лет Николай Илларионов решил, что это хорошая идея убивать людей за деньги. Позже оказалось, что за его оторванные ноги никто не хочет платить. Оказывается, 2 ноги у него оторвало, прикиньте. Поняв, что без ног он ничего не стоит, Николай пытался убедить мир, якобы он герой, и хотя бы на этом мифе создать себе беспечную жизнь. Но госчиновники не поверили в миф и продолжают воспринимать Николая как использованный и выброшенный гондон. Ну, имеется материал. Для этого они вербовали его, завлекая деньгами, невероятными льготами, статусом богатыря, защитника из Чувашии, блядь, нахуй, Шупашкара. Кутахбашлар, вы тоже такие же нахуй, как и Башкортостан и Татарстан нахуй. В этом дерьме варитесь, как говорится, рабы. Россия всегда бросит, сынок, кто-то написал. Короче говоря, так скажем, блядь, пиздец, кусосы геля нахуй, когда такую херню читаешь. Дуслар, Башкортостанда, Татарстанда то же самое будет. Вы не думайте то, что, блядь, нахуй, этого мы не знаем, не видим и так далее. Рано или поздно мы все это узнаем. Поэтому то, что вы сейчас ощущаете, то, что вы каждый день хороните своих, это должно быть, блядь, вам звоночком, чтобы вы остановились уже. Остановились, сказали, нет нахрен, бармилар, беркем барми нахуй. Идите нахуй. Вот такие бунты, блядь, можно делать, блядь.
Бунты, блядь, против армии. И ничего не будет, нахуй. Это не нацизм, блядь. А против бунты, против армии. И потихоньку эта хуйня будет перерастать на какую-то серьезную вещь. И в этот момент, надеюсь, кто меня услышит, блядь, которые хотят взять независимость вместе со мной, мы зайдем уже. Понимаете, смысл какой? Народ должен подняться. Но подняться он должен по какой-то чепухне, нахуй. Но эта чепухня, блядь, люди без ног, нахуй, и убивают вас, блядь, самих же, блядь. Это, наверное, уже, блядь, пиздец, нахуй. Цель, блядь. Цель, блядь, встать. Не говоря о том, что, блядь, Бурзанда юг свет газ, блядь. Так. Итак, дальше. Что тут опять отправили? Сейчас посмотрим. 3 миллиона из земельный участок за контракт в Нижнем Новгороде. О! Вот каждый месте свои причуды. Там тоже в Чечне, помните, недавно воевали дагестанцы из-за земли. Тут теперь и землю вам будут давать. Ну, что, эту землю вам дадут, блядь, хоть, блядь, как говорится, жопой жуй, блядь. И нахрена вам это? Если, блядь, нахрен вы все равно уйдете на 2 метра и не больше. 3 миллиона и земля для контрактников. Власти Нижнего Новгорода заманивают добровольцев на войну обещанием выплат из земли. Губернатор Никитин сообщил, что каждый доброволец, заключивший контракт в военкоматах Нижнего Новгорода, получит единовременные выплаты в размере 3 миллиона рублей. И вместе с другими начисленными годовым доходом такие бойцов может достигнуть 5,5 миллиона рублей. Кроме денег, контрактникам предложат и земельные участки. Реализовать их можно будет через 2 года, выбрав место в Нижней Новгородской области, за исключением крупных городов. Эти льготы одобрены областным парламентом и начнут действовать 1 декабря 2024 года. Схема понятна. Повышенные выплаты и обещания земельных участков вводят по всей стране, чтобы удержать тех, кто уже заключил контракт, и привлечь новых людей. Но мы знаем, что с осени 2022 года любой контракт с Минобороны становится бессрочным. Даже тяжело раненых солдат, чудом уцелевших, отправляют обратно на передовую. Ну, как до этого я читал. Этого чуваша тоже не выкинули. Он сейчас в Сочах, блядь. Сочи это типа съебаться с части, оставление части. Вы идите лесом, сейчас обращаются все больше добровольцев, желающих дезертировать. Наибольшие потери на войне среди добровольцев, у которых часто нет нужных для современной войны навыков, такие как управление БПЛА и сложной техникой. Их отправляют на мясные штурмы, мясорубку, где они оказываются в первых рядах под мощнейшим обстрелом, выполняя роли смертников. Ну да, только нахуй сегодня сообщили, 50 тысяч нахуй армии, оказывается, стоит, блядь, в Курской области. Вот эти, сейчас мясо там началось уже. Вот посмотрите нахуй. Из 50 там и корейцы 10 тысяч штук нахуй. Останется там 5 штук человек нахуй с лысой головой. И все, блядь. Нихуя там больше не останется. Пизда вам будет от украинцев. Пизда. Куда вы лезете? Не подавать на обещания и не подписывайте контракт, Янар. Вот и все, вот вам. Идите лесом, оказывается, блядь. Ну, нахуй я этот сайт не хочу рекламировать, но суть одна, блядь. Я вам 1000 раз говорил, блядь, уже 2 года долблю, нахуй. Хотите съебаться, пишите мне, нахуй. Я вас вывезу, блядь, куда хотите, блядь. Вот сегодня только сообщение пришло из Голландии. В Голландии хуёво беженцам, блядь. В кубриках будете жить, блядь. Так что, нахуй, когда вы что-то захотите, блядь, какую-то нахуй, если захотите тронуться оттуда, пишите мне, я вас направлю в нормальную страну, где вы не будете как бомжарики жить, блядь. Будете нормально жить под крышей, а не в палатках и в кубриках. Так, окей, Габасов что тут говорит, послушаем. Лига свободных наций. Башкиры – это отдельная нация. У нас еще недавно был свой суверенитет, свой президент, своя экономика, своя система образования. Егерме Тугус справа, Умбер слева. Башкиры – автохтонный народ, давший название этой республики. Мы живем здесь уже больше 1000 лет. Мы создали наши народные эпосы, легенды. Тахтонский народ мы, оказывается. Тахтонлар. Кантонлар бар дегені шо? Несмотря на постоянную попытку ассимиляции со стороны России. А сейчас именно башкиры, несмотря на искусственные голодоморы, репрессии, выступают лидерами общественной жизни в республике.
защита Куштау, протесты в Баймаке и, как следствие, больше всего политических заключенных в России – все это мы, башкиры. А сейчас нам в школах рассказывают, что наше государство создал какой-то Рюрик. Мол, это Москва снизошла и создала для нас республику. Что наш язык не такой важный, как русский. И наши народные сказки не такие интересные, как русские. Лига свободных наций. Подпишись на... Добавлю насчет языков. Как сегодня эти пидоросня, короче, видосы видел несколько раз тоже. В новостях тоже об этом говорят. Как какая-то мразь, потом дойдем до этого тоже, наверное, как издевалась от карельского языка. Карельский язык это почти что финский. Он такой, на самом деле, да, я вам скажу, ебанутый на самом деле, но это ихний язык. Аллах Талям им дал этот язык. Если тебе нахуй сложно учить, вот, допустим, мне учить сложно было бы, наверное, финский, потому что пиздец он, блядь. И вот то, что она продиктовала там пару раз, блядь, это копия звучит по звуку, это финский. Это пиздец финский язык, блядь, это карельский. Поэтому эти сраные финно-угры узкожопые на самом деле тоже имели такой язык, блядь. У них тоже такой же корявый язык был, блядь. И они сами от себя смеются, взяв себе какой-то узкожопый язык, приписав к себе, блядь. Эти пидоры, нахуй, узкожопые, смеются над карельским языком. Также они, блядь, гнобили, нахуй, чурки говорили, не говори на своем, блядь, не говори на своем, нахуй. Вот так они говорили и нам, в Москве, блядь. То же самое, блядь. Татарларга, башкиртларга, узбекларга, Дагестанга, Чечняга, то же самое. Все это касается. Получается, наши языки, как она высказалась, блядь, как сиськи мужика, блядь. Значит, карельский это сиськи мужика. А русский какой тогда? Финно-угорский язык какой тогда? Тогда язык клитора, что ли? Клиторовский язык тогда. Давайте будем так называть. Если карельский это язык, как говорится, как это, блядь, сказал, блядь, мужика, нахуй, сиськи мужика, блядь, нахуй. А у них, значит, клитор, нахуй, который, блядь, как я сегодня высказывался уже где-то, блядь, Екатерина, нахуй, еблась, блядь, с лошадью. Ну, получается, значит, клиторский язык, нахуй. Вот и все. И мы общаемся на клиторском языке. Представляете, да? Вот я вам говорю на клиторском языке. Охуенно, да, звучит? Звучит, да? Карельский, понимаешь ли, блядь. Не понравился им, блядь. Здравствуйте, друзья. Команда Активатики представляет вашему вниманию фильм «Узники». Это фильм про гражданских украинских узников, которые находятся в российских тюрьмах. Мы часто слышим о российских политзаключенных и военнопленных из Украины, которые попали в плен и оказались в российской тюрьме. Но мы мало что знаем о такой категории узников, как гражданские украинцы, которые были похищены российскими силовиками на оккупированных территориях и отправлены в российские тюрьмы. По оценкам украинских правозащитников, на сегодняшний день в российских тюрьмах находится более 7 тысяч гражданских украинских узников. Это в 5 раз больше, чем российских политзаключенных. Обычно такие люди исчезают после ареста, и родственники годами не могут их найти. И потом иногда в сюжетах российской пропаганды они появляются сломленные пытками и обвиняют сами себя в каких-то нелепых преступлениях. Но правда со временем все равно выходит наружу, и она шокирует. В первой серии фильма вы увидите истории, рассказанные 3 родственниками гражданских украинских узников. Это история матери, у которой ФСБ отняли сына и отправили в пыточную, страшную тюрьму в Таганроге. Это история жены, на глазах которой ее мужа отняли у нее и ее 2 детей. И это история девушки, у которой ФСБ похитила мать и отца, и затем убила ее мать в русской тюрьме. Ссылка на фильм находится в описании. Кому интересно, можете посмотреть. Она все высказала. По оценкам украинских правозащитников, на сегодняшний день в российских тюрьмах находится более 7 тысяч гражданских украинских узников. Это в 5 раз больше, чем российских политзаключенных. Обычно такие люди исчезают после ареста, и родственники годами не могут их найти. Как я сегодня сказал только что. Да? Короче говоря,
Если кому интересно, можете посмотреть. Если вам как бы это, ну, не верится еще до сих пор. Есть вот такие всякие, вот как здесь эта пидораска Мурзик какая-то писала мне, блядь, то, что у нее, блядь, племянник в армии, оказывается, 1 000 000 получает, нахуй. Ну, здесь, блядь, комментаторша, блядь. Ей никто не ответил, я уж удалил уж, блядь, чтобы мозги не ебало. Из наших никто не сидит там, и никто не отвечает справа что-то. И вот так вот. Поэтому, как говорится, туганлар, каждый этот ход ваш, получается, каждый ход ваш в армию, в любом понимании, блядь, хоть вы так служите, просто срочка, хоть как, блядь, хоть как, в данный момент, блядь, военное положение, блядь. Военное положение. Вы не имеете права башкирт bilan татарны баласын жибәрергә, блядь. Какого хрена вы отправляете? Блин, вы растили этого человека, блядь, до 18 лет, блядь. И хуяс отдаете, блядь, этому маньяку Путину. Зачем, блядь? Зачем? Siz bit urus tugul da endi. Uruslar borsinlar, блядь. Так. Ровно 2 года назад Херсон был деоккупирован с Россией. Он был навсегда, и это навсегда продлилось 8 месяцев. Скорейшей победы Украине и деоккупации всех территорий, захваченных Россией. Что тут? Надеюсь, biz de Башкортостан и Татарстан также заберем урыслардан, и у нас будет такая же победа, и будет она, как говорится, на всю жизнь. Так, вот здесь читаю. Более 1200 нелегальных мигрантов принудительно выдворили из Башкирии. Получается, и до вас дошли, получается. Башкортостанга дошли, и моих земляков, узбеков, кыргызов, таджиков и так далее начали выгонять, да, получается. Мусульманлар, башкортлар, куалар. Рахат дунья, айма. Ну да, я понимаю, это приказ Москвы. Но это, получается, имейте в виду, нам это аукнется. Каждый башкирт хам татар, запоминай эти моменты. Потому что, когда у нас беда была, мы бежали к ним. Все. И крымские татары, и чеченцы, и черкесы, все. А когда у них, так скажем, нищета и так далее, они приехали зарабатывать, а вы гоняете. Получается, кто виноват? Опять-таки, Москва. Поэтому, говорится, всем, когда всегда я говорю об этом, Москва, если виновата, значит, получается, надо нам всем вместе сплотиться и долбить Москву. А не нахуй разоряться, блядь, на друг друга, блядь. Ты этот другой нации, блядь, я другой нации, нахуй, я россиянин, ты не россиянин, нахуй. Вот эта хуйня начинается. Без Башкортостана, Татарстанда, без россиян был Москва, по идее. Нас заставили стать россиянами. А мы это даже не знали. В данный момент, как говорится, изучая вот эти моменты, входя в эти темы, понимаешь, блядь, что узнаешь, что мы до хрена чего не знали. Узнав об этом, мы вот начали шевелиться. Подобие меня, индекшляр, я думаю. А до этого вроде бы все жили спокойно, никто ничего не делал. Причины всякие пошли там. Кто-то после Куштау стал, кто-то после чего-то стал. А я вот, наверное, после мобилизации, наверное, начал эту тему. У каждого свое время. Поэтому время просыпаться. Лучше поздно, чем никогда. В Башкирии приставы выдворили рекордное количество нелегальных мигрантов. Побили рекорд по количеству выдворяемых граждан. Как сообщили пресс-службы ведомства, единовременно они
препроводили 33 нелегальных мигранта за один день. Среди причин административного выдворения решения, о котором принимает суд, это нарушение правил пребывания на территории страны, несвоевременное продление регистрации, совершение противоправных действий. Причину они найдут. Причина всегда будет. Можно это решить просто штрафом. Нахуя выдворять-то? Понимаете? Повесили на человека штраф, пусть платят, ходят нахуй и все, работают дальше. Нахуя выкидывать? Это звоночек тому, что нацизм, блядь, безнен аулларда, нацизм Башкортостанда, нацизм Татарстанда. Вот это звоночек к этому, а не то, что, блядь, нахуй что-то он сделал. Понимаете? Это же Россия, не Европа, чтобы взять нелегально и депортировать. В Европе, да, базара нет. Тебя депортируют, если ты там что-то сделал. Потому что в Европе закон такой. А в России нет такого закона. И они, как говорится, пытаются создать какие-то ебанутые законы, которых по сути и нету нахуй. Типа, блядь, нарушил и проваливай, уехать должен. Где такой нахуй? Вот, понимаете? Поэтому Башкортостан на Татарстан сейчас должен встать и сказать, что, блядь, нахуй, без России туголь нахуй. И выгонять никого не надо, потому что холок барабар безга кирак была. Тяжелый год для пчел. Заповедника Шульган-Таш, Башкирии, предупредили о возможном неурожае меда. По словам сотрудника заповедника, липу повредили поздние заморозки. Все лето лил дождь, а сам год был особенно тяжелым для пчел. Запас качественного меда в пчелиных семьях недостаточный, что может сказаться на результатах предстоящей зимовки. Пока пчеловоды и их помощники бережно расставляют ульи в зимовниках, пчелы в бортях и колодах полностью предоставлены естественному отбору. Они проведут зиму на воле, сообщили специалисты Шульган-Таша. Ну, короче, чё? Шикер ашаталарында хули. Шикер ашатып нахуй. На следующий год ждите шикерлы бал. Вот и все. Не мед будут жрать они, а сахар нахуй. Потому что, чтобы не сдохнуть. В Деме отключат горячую воду и снизят отопление в сотни домов, школах и детских садах. Охуенно. Мына біздің yoqqalarga да келген салқынлар. Как говорится, у Никинча ноябрь на время проведения ремонтных работ на участке трубопровода на пересечении улиц Островской и Ухтомского в Демском районе Уфы планируется отключить горячее водоснабжение и снизить параметры отопления в ряде зданий, сообщает пресс-служба Уфимской инженерной сети. Ноябрь. А целое лето, блядь, что делали эти пидоры, блядь? Целое лето нахуй, а? Я же вам 100 раз по этой улице показывал. Вот они роют, мандаль кыштаюк. Они вырыли, блядь, все. Они рыли, блядь, я не знаю, блядь, чуть ли не нахуй с апреля месяцем, мая, блядь. Вот они вроде доделали, уже больно не роют. Вот недавно вот здесь что-то возле меня рыли. Чуть-чуть там отключали воду. Нихуя не отключают. Когда они роют, ничего не отключается. А там все отключается, когда рыть начинают, блядь. Ебанутый, блядь, а, Башкортостан, блядь, Татарстан, а? Я не могу понять, блядь. Нельзя, что ли, сделать винтик, чтобы, блядь, отопление не мешало, блядь, своим работам ебаным вашим уличным, блядь. Зачем, нахуй, бутын, район, микрорайон оставлять без воды, блядь. Этажка у Муншатугульдайнда, нахуй. Туалет есть, блядь, это, смывать надо, блядь. Отключение горячего водоснабжения коснется 70 жилых домов, а снижение параметра отопления затронет 88 жилых домов. Одно лечебное учреждение, заебись, да, блядь, еще всякие больницы, наверное, 8 детских садов, 6 учебных заведений. Ой, вообще шабин, нахуй. Альшеевская улица, Аургазинская улица, Дагестанская, Магистральная, Мусаджалиля, Ухтомского, генерала Кусимова, Мечтателя, Мусорского, лечебное учреждение. Ухтомский, детские учреждения, генерала Кусимова, Дагестанская, Магистральная, Мусаджалил, Островского, Ухтомского, исследовательская, Островского, Ухтомский, Альшеевский, генерала Дагестана, Магистральная. Короче говоря, да хуя здесь улиц нахуй. Конкретно Демона теге нәрсе кейндейнде. Так скажем, блядь, теге йогында. Понятно.
Вот здесь, блядь, еще интересный момент. Вся правда о событиях Амстердама. Но опять-таки, верить можно или нет. Недавно происходили ведь там стычки этих арабов с этими пидорами, яхудами. И получается, оказывается, там по вот этому видосу ясно, что в минувшие сутки мы еще раз убедились в том, что, как пишется история еврейского народа, еврейские погромы, хрустальная ночь, антисемитские нападения, нападения на израильских, т.п. На самом деле там, оказывается, эти гондоны, приехавшие, блядь, с Израиля, сами, оказывается, там что-то, блядь, пургу наводили, блядь. Все, блядь, флаги палестинские что-то срывали, что-то там кипиш наводили по городу, по Амстердаму. И в итоге потом они получили пиздюлей, вот и все. А вытащили телеканал «Дождь», особенно нахуй, вытащил это типа эти арабы виноваты. А сейчас даже не пиздят про это. Понимаете смысл? Значит, пару дней они про это пиздели, обвиняли, блядь, прям пиздец там арабов, мусульман, а сейчас даже не пиздят про это. Не пиздят даже, они даже рот не открывают. Будем ждать, когда они что-нибудь скажут, свою вину признает или нет. Вот я уже дохуя начал замечать. Уже какие каналы даже смотреть не знаешь, блядь. Или телеканал «Дождь», значит, стал говном, блядь. Но на нем отвечают, конечно, хоть и он говно почему-то, блядь. Сегодня вот этот чеченец отвечал на этом канале, с которым маму... там мучают маму ее, вот только что тоже новости об этом говорили, короче, какую-то Мусаева, короче, какая-то Мусаева, сын там отвечает, потом, помните, я говорил, Алтынай Валитов там говорил, блядь, еще кто-то нахуй, Галямов постоянно там, блядь, вот этот Аббас Галямов, блядь, с Еврейстана нахуй, в Еврейстане нахуй живет этот Галямов, Кутакбаш Башкорт, блядь, Кутакбар Меканда, блядь. И в итоге, короче говоря, вот наш ислам. Понимаете, башкортлар, татарлар, вот это наш ислам. Вот такие вот наши люди, получается, выходят, блядь, интервью дают каким-то ебанутым каналам. Нахуя? Я не могу понять, нахуй. Нахуя давать интервью нашим врагам, блядь? Вот это не могу понять. Что, Узбекистан канал Баткян, что ли? Узбекистан канал Юг, что ли, блядь? Понимаешь, вот я не могу таких людей понять. И тех же чеченцев, и того же Башкорта, и других, которые дают интервью, блядь, Дождю. Я не могу понять, вы придурки или что, блядь? Мы вроде боремся за независимость Башкортостана с Татарстаном, Ичкерии, блядь. А вы даете там тем же, блядь, каналам, которые питаются нахуй навальнягами, блядь, этими... хуем, блядь, Чичеваркиным, блядь, Ходорковскими. Вот эти каналы питаются, эти дожди, блядь, дожди, хуежди, блядь, дожди, блядь. А вы, получается, в них еще даете интервью, блядь. Вы даете, там, вас приглашают, вы отвечаете им, блядь, нахуя, блядь, я не могу понять вас, блядь. Вот тупорылые, что ли, блядь, которые вот идут на эти каналы, блядь. Сами пиздите, откройте канал и пиздите, нахуя вы под кем-то пиздите. Если сами хотят выйти из России, блядь, нахуй, сами идут, блядь, в российский канал пиздеть. Телеканал «Дождь» это все-таки российский канал. Был он. Потом что-то он стал, выгнали их нахуй, стал, блядь, здесь, блядь, пиздеть. В той же, кстати, в Голландии, блядь, они там сидят где-то. Не могу понять, нахуй. Оптрим, блядь. И вот этот хуй, блядь. Источник Уфа Ньюс сообщил, что назначение Бадранова, вот постоянно забываю этого хайвана, блядь, фамилию, чисто техническое. Ему доверили руководить администрацией Хабирова, пока не найдется постоянная замена Забелину. Ну а пока мы расскажем, кто такой Азат Бадранов и чем он заслужил доверие главы, который в очередной раз поручил ему работу на высоком посту. Ну давайте зайдем. Он кидает меня в Уфу номер 1. Зайдем туда и что там, о чем пишет Уфа, блядь, про него, блин. Коригали. Мне самому интересно. Так, ну давай, блядь. Так не грузит. С Радием Хабировым они, по всей видимости, познакомились в Москве. Интересно. Девки пляшут. Все, сыграли код-то, телефон. Керми, блядь. Не двигается.
Пидорас, блядь, что за ебанутый канал? Сейчас, секунду. Прочитать хочу, блядь. Не грузит, тварь. Бля, манагерёл. В высших кругах власти Башкирии перестановки. Вместо Максима Забелина руководить администрацией главы будет Азат Бадранов, который успел поработать на федеральном уровне, отличиться в Башкирии. Однако, как сообщил источник Уфа-1.ру, назначение чисто техническое. По словам нашего собеседника, Бадранову доверили руководить администрацией Хабирова, пока не найдется постоянная замена Забелину. Так, дальше. Блять, сука, ебаный. И все-таки стоит напомнить, кто такой Азат Бадранов и о чем он заслужил доверие главы Башкирии, который в очередной раз поручил ему работу на внезапно опустевшем посту. Боролся и с золотодобытчиками, критиковал протесты и служил на СВО. Азат Бадранов уроженец Уфы, ему 37 лет. Кутаксанага монка, блядь. С 2004 года закончил гимназию-интернат имени Рами Гарипова. В 2006 году занялся бизнесом в Архангельском районе. С 11-17 года был связан с компанией, которая занималась отоплением помещений Верховного суда Башкирии, хотя основной вид деятельности спорт и торговля. Типа краши, что ли, да хуя. В 2010 году он закончил институт права в Башгу на кафедре государственного права, после чего стал юрист-консультантом в государственном ансамбле имени Файзи Гаскарова. Блять, что пиздец, блядь, юридические бітірәлерден нахуй киши балалар, как будто бы. Там задержался до 2013 года, после чего уехал в Москву. В российском столице Азат Бадранов учился МГТУ имени Баумана на факультете инженерного бизнеса и менеджмента. Затем проходил за аспирантуру в Институте государства и права Российской академии наук. Понятно. Тут Бадранов в 2014 году. Угу. Худой был, блядь. Чуть-чуть. В 2013-2014 годах, согласно официальной биографии, являлся помощником депутата Госдумы. В 2014 году перешел на работу в мэрию подмосковного города Голицыно. О, блядь, Голицыно нахуй. Ну, понятно, понятно. Голицыно это нахуй в ебенях, так скажем. Но оно очень близко нахуй Барвихи и Рублевки нахуй. Тоже нашел, конечно, местечко. Понятно, сосал хорошо у кого-то. В 2015 году, где был ведущим экспертом в отделе ЖКХ. В 2015 году он получил должность в отделе защиты политических прав и свободы совести в аппарате уполномоченного по правам человека в России. По правам человека, нахуй. А человек, который, блядь, блядь, Алсынов, ладно, бетонусын нахуй, уторты нахуй. Он по правам человека был, оказывается. Представляете, блядь, ублюдок. В этот период Азат Бадранов познакомился с Радим Хабировым. Нынешним глава публиковал совместное фото из Москвы. Ну да. Ну да. Хабиров Гондон же, блядь, с этого. Блядь. Сука, что-то. Короче, Шул Йоктайндовул. Это тоже там, только выше. Выше Рублевки. Вот это ебаное место. Откуда этот, блядь, Хабиров, блядь. Не помню вот это, блядь, название Подмосковья. Красноусольский? Нет. Бля, уnuttум, блядь. Вспомню, скажу. Откуда Хабиров, короче, вы в курсе инда. Вылез, сука. В Москве Бадранов пробыл до 2018 года. После чего ему предложили место управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию. Окей. После прихода к власти Ради Хабирова в 2020 году Азат Бадранов получил должность зампреда правительства Башкирии. Он курировал межнациональные и межконфессиональные отношения. Представляя его, Хабиров сказал, что обычно не сообщает о назначениях в соцсетях, но в этот раз сделал исключение. Очень верю, что Азат еще молодой человек, но любящий родину, имеющий опыт публичной работы и уже обладающий большим авторитетом республики, может достойно выполнить эту миссию, сказал Хабиров. Ну да, у них фото, блядь. Здесь они, по словам Хабирова, вспоминали родину. Ага, картина и родина. Ага, вот эти два мудака, понятно нахуй.
В 2020 году запомнился не только ковидом, но и событием на Куштау. Ну, понятно, блядь, Бадранов-то, мы там помним его. Разруливать их пришлось Хабирову и его команде. Протестующие власти договорились о встрече, но она не состоялась. Активисты обвиняли Азата Бадранова в срыве диалога. А Хабиров, в свою очередь, сказал, что ему начали ставить неприемлемые условия. Ранее Бадранов уже высказывался против недовольных планами по разработке Шихана. Во время своей работы Азат Бадранов занимался золотодобытчиками в башкирском Зауралье. Позднее руководитель одной из компаний написал обращение к главе СК России. В письме он прямо обвинил Бадранова в препятствовании работе. Бизнесмен утверждал, что чиновник допустил эскалацию конфликта с жителями в Баймакском районе. Ага, Баймакка барып тоқалдық, туғанлар. В разговоре Уфа-1.ру назвал действия предпринимателя пиаром или попыткой оправдаться и добавил, что власти действовали в рамках закона. В ходе этой работы удалось выявить компании, которые заподозрили в хищениях золота. Ну, Хабиров, конечно, он не будет убирать таких людей, которые нахуй все делали за него грязную работу. Вот и все. Поэтому, как говорится, рука руку моет. Множинды кутак башлар Хабировка киряк тайнда. Этот лохи, как говорится. Что касается ковида, то его комментировать приходилось Бадранову. Осенью 2021 года в республике случился всплеск заболеваемости, его связали с фольклориадой. Бадранов говорит, что летние мероприятия сильно не повлияли на заболеваемость. В других соседних регионах, в той же Оренбургской области, не было мероприятий на эпидемиологическую обстановку. Там и во многих регионах хуже, говорил он. Курировать приходилось разные вопросы. Бадранов не раз комментировал вопросы реконструкции памятника Салавату Юлаю. На вопрос о том, что кто виноват в его разрушении, он ответил так. Виновато время, природа, мы не против. Если вы найдете конкретные фамилии, наша команда сразу с 2019 года приступили к решению этой проблемы. Поэтому ищите виноватых до 2018 года, кого хотите, сказал он. Предполагалось, что работы начнутся в 2022 году и закончатся в 2024, однако сейчас памятник только-только собираются уносить на ремонт. Пиздец. Также Азат Бадранов комментировал слияние Башгу и УГАТУ в единый вуз. По его словам, это была необходимая мера, чтобы остановить миграцию абитуриентов в другие университеты. Республика стала экспортером кадров, а должна быть импортером. Также планируем повысить научный потенциал республики, в том числе и через федеральное финансирование, получить выход в российские мировые рейтинги, сказал он. Вот здесь остановимся. Насчет учебы, я как всегда говорю, насчет учебы, Башкортостанда, особенно, Татарстанга я не могу ответить, но тоже советую. Без киргеш, Аллах верса, Башкортостанга. Все учебы, блядь, будут всем бесплатно, блядь. Детский садтан алып тұрып, университетка қатылып будет бесплатно. Все обеспечение ляжет на государство. Все учителя, врачи, блядь, менты, вся вот эта хуетация, нахуй, так скажем, блядь, хозблок, блядь, нахуй. Этот весь хозблок, блядь, на шее государства. И не нужно, нахуй, какие-то придумать контракты, блядь, ухасан кіресің, ухамасан кірмейсің, оқшаң болса кіресің, оқшаң болмаса кірмейсің, нихуя. Ондай нәрсе болмасқа тиіс, шунарға бізде обязательно, блядь, бүтін жерде кіші оқырға тиіс бушқа. Потому что так и так, блядь, укысы келмей кішіні, нахуй. И еще оқшаға оқырға. Он вообще не будет учиться, блядь. Поэтому надо заставлять учиться всех бесплатно. Укыйлар бесплатно, а учительler, bütün укытучы, bütün кафедрада, bütün жерлерде алалар ақшаны дәулеттен. Дәулет ни пычағыма нахуй, алтын орлый, блядь, ни пычағыма, нефть сота, газ сота. Вот, все будет оставаться у нас, Москвы у нас не будет, Аллах верса, поэтому все будет оплачиваться государством. Надеюсь, объяснил. В 2022 году Бадранову дают пост первого заместителя премьера Башкирии, а осенью того же года он объявил об уходе на спецоперацию в качестве добровольца. Для этого он также написал заявление на имя главы республики, где попросил приостановить его контракт на время военной службы. Какое-то время он еще посещал заседания в военной форме. Пиздец, нахуй. И вот
какие только движения он не делает, блядь, шунда, блядь, зацепиться, блядь. Клещ конкретный. Комментируя уход Ради Хабиров, сказал, что Батранов для него не просто коллега, а соратник и близкий по духу человек. Горжусь ее поступком. Считаю, что настоящий мужчина должен поступать таким образом, написал глава Башкирии. Сам Азат Бадранов сказал, что решение было взвешенным и говорил о предателях и трусах, видимо, намекая на своего давнего товарища, который незадолго до начала боевых действий покинул Россию. И кто такой, хуй знает, интересно. Кто знает, напишите, кто его друг, блядь, покинул страну, блядь. При этом Бадранов долго не уходил на службу, появлялся на встречах и совещаниях, от чего у общественности было много вопросов. Сам чиновник объяснил, что подписание контракта с Минобороны – это большой объем бюрократии, в том числе прохождение медкомиссии. При этом, по его словам, он с утра до вечера проходил подготовку в спортивном зале и на полигоне. Еблан. 10 ноября Азата Бадранова проводили на службу, а в декабре Ради Хабиров его навестил и сделал совместный снимок. Сказал, что никогда не думал увидеть своего соратника в военной форме. Угу. Понятно, нахуй. Тут фотографии, проводы на службу, блядь, нахуй. Долгожданная встреча этих двух долбоебов. В марте 23 года Бадранов получил отпуск и на время вернулся домой. Рассказывая о службе, он написал, что занимался вопросом оказания помощи сослуживцам из Башкирии, побывал на всех горячих направлениях. Пиздит и дышит, нахуй. Если он где горячих точках был бы, нахуй, он бы явно оттуда не вернулся бы. Решать приходится самые разные задачи, в том числе связано с командованием и штатом подразделения. Обо всем, к сожалению, нельзя рассказать. Везде наши земляки служат достойно. Равенства между самообязанным и добровольцем нет, написал он. Во время службы. Ну да, блядь, такой герой, блядь, с автоматом, нахуй, жиробасина, нахуй. Меня, блядь, икияж, нахуй, а выглядит, блядь, как 50 ему, нахуй. Как будто ему полтинник, сука, блядь. Просто хуею над такими. Потому что, блядь, нахуй, дармоедское дерьмо, когда жрешь, блядь, и ты вот такими становишься, нахуй, мутантом. В октябре 23 года Азат Бадранов вновь посетил дом родной и заглянул на оперативное совещание правительства. Ради Хабиров тогда вручил Бадранову медаль Шаймуратова, подчеркнул, что это боевая награда. В ответ вице-премьер преподнес подарок. Ребята просили передать огромные слова благодарности и признательности, которые республика оказывает, и передать вам подарок, сувенир из зоны СВО. Эта скульптура называется «От войны к миру». Здесь все элементы настоящего автомат, трофейной работы донецкого мастера. Надеюсь, что подарок найдет достойное место у вас в кабинете или где вы решите, сказал Бадранов. Куттагама керек, нахуй. Шо, блядь, нахуй. Айбрен кутына тагырга, нахуй. 2 сенеде, нахуй. Куттакка кереклер болар, блядь. Друг другу подарки дарят, нахуй, пиздец. Народ живет, нахуй, а холок уля, блядь. В январе 24 года в Баймаке и в Уфе прошли акции протеста из-за активиста Фаиля Алсынова, которому дали реальный срок за разжигание ненависти. Понимаете? Разжигание ненависти, екен, нахуй, блядь. А мин, урыслар, куттак санаклары, узкожопые, услышьте меня, нахуй. Мин. Сызны сэгеучи, нахуй. Не то что разжигать, нахуй. Я ваш трахальщик, нахуй. Наберу команду, буду трахать вас, узкожопые, вас всех. Готовьте, нахуй, пизденьки свои, нахуй. Подбривайтесь и 5 раз подмывайтесь, окей? Вонючие пизденьки не ебу. Мрази. Итак. В Заурале это закончилось столкновением с полицией, а в Уфе просто жестким задержанием. Азат Бадранов раскритиковал эти события. И как же он критиковал? Мне искренне жаль горячих башкирских ребят, о, лицемер, блядь, а, сука, которые, поверив толпе бесстыдников и словам желтых СМИ, пошли по неверному пути и сейчас попадают под стражу, заявил он. Бадранова и Хабирова икисini бошын алырга, нахуй. Икисini бошын. Мен лично үзім алам. Предоставьте мне их, нахуй. Айбат иттерип, нахуй, шалгыны, нахуй, тачить буду. Шалгы белән генә, нахуй, алып ыргытабыз, нахуй. И все. Аллах бирса. Мне искренне жаль. Ага, окей. Мне тоже будет тогда жаль, что ты, пидор Бадранов, нахуй, не на том пути. В апреле Бадранов закончил службу и вернулся в Башкирию. Ой, блядь, герой на МБТ.
Не скрою, ряд событий в башкирском обществе стал триггером для такого решения. Вместе с тем я в погонах и подчиняюсь приказам своих командиров, в числе которых у меня в первую очередь глава республики, заявил он по возвращению. Ой, блядь, нахуй, я охуею. Чиновник вернулся в правительство. Ой, манкурты, а? Я вот как вам, вот ничего оларга, а? Мана, юнна башкирт хам татар ирлерine вот обращаюсь. Как вот вам, вот этим пидорасам сидится екен там, Галстуки он такой сидит сейчас, блядь, Бадранов там, рядом какая-то женщина в очках, и там в очках, и тут белобрысая, здесь нахуй, темная нахуй. Вот сидит там, блядь, понимаешь ли, герой, сугушка да барып кайтты бит энди. Вы что, блядь, нахуй? Чё, блядь, нахуй? Біз мана шундай манкуртны лицемерно будем оценивать? Куттагыма керек бу бізге. Мең башкырт болсын ол нахуй, мең татар болсын нахуй. Бізні, блядь, нахуй, соткан киши ол бізден нахуй шыққан була ол. В любом понимании. В любом понимании. После этого Бадран получил должность первого заместителя руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике. В мае он вручил Элвину Грею, сука, вот этому Элвин Гей, блядь, заебало он везде, кутантагып жүрейінді, шулда нахуй. Награда от главы Башкирии, звание народного артиста республики Иняннеке. Элвин Грей надо тоже так же, шуны қырына куй башын алабыз нахуй. Элвин Грей лично сказал Алсынову то, что он ошибку совершил или что-то такое там. Пошел нахуй деген кебек айтты оланарға. Поэтому Элвин Грей тоже за нос нахуй. Если даже он съебется, найти нахуй. Найти, блядь, нахуй по всему шару земному и притащить его гондона этого нахуй. Притащить пидораса. Кроме того, федеральным СМИ Бадранов может быть еще и знаком из-за отмены турнира по хобби-хорсингу на летнем фестивале «Башкирская лошадь». Именно он рассказал, что идея вызвала много критики и возмущений среди коневладельцев. Нихуя это не понял, конечно, ладно. Хобби-хорсинг. Хобби-хорсинг этот... Они, что такое, турнир на хобби-хорсинге? Башкиртлар, почему тогда, блядь, такое, точнее, блядь, узкожопые башкиртлар берут слово хобби-хорсинг? Хобби-хорсинг. А нельзя было назвать, блядь, там хобби, лошадиное хобби? Нет, хорсингом назвали его. Хорсинг, блядь. Хорс, это типа лошадь, блядь, нахуй. Хобби-хорсингом, блядь. Ну, от шабуды был мимикен, нахуй. Нет, хобби-хорсинг, блядь. Отдельного упоминания стоит история его взаимоотношений с бывшим пиарщиком Хабиром Ростиславом Мурзагуловым. Вот этот я хотел и сказать, блядь. Какой же его друг, нахуй? Вот он кто. Вот я так и думал, что Мурзагулов деген емінде ішімнен ойладым, айтмадым енді, чтобы более убежденным быть, блядь. Мана, Ростислав Мурзагулов признан РФ иностранным агентом в 22 году съебался. Ну, как и я, оказывается, он съебался. До 21 года чиновников, оказалось, объединяла работа и даже дружба, но с тех пор их пути резко разошлись. И какая же у них дружба у них была, а? Мурзагулов как гей, нахуй, блядь, себя ведет, блядь. Этот, блядь, непонятный, нахуй. Какая дружба у них может быть, блядь? Так или иначе, Азат Бадранов один из членов команды Хабирова, который готов действовать и решать задачи любой отрасли своей лояльности, заслужит доверие шефа. Это может оказаться секретом успеха башкирской политики, так как мы уже отмечали подобные кредо у другого высокопоставленного чиновника, который идет наверх по карьерной лестнице, даже несмотря на громкие скандалы. Понятно, нахуй. Но другой, наверное, другой это... И тут, короче, гость какой-то пишет, сколько он себе наград нацепил. И не стесняется этого вранья. СВО еще идет, а он сбежал оттуда. Кто-то пишет, что, где фото с передовой в окопе? Какой окоп, нахуй? Что в окопе он не был, нахуй. Он просто на получке стоял там, сидел, наверное, ошарга, баландер, блядь, был, наверное, какой-нибудь. Вроде третий комментарий, блядь. Блять. Короче, тут тяжело открывать комментарии. Это сайт, потому что нахуй. Ладно, пизду комментарии эти нахуй. Вот шундыхаль, туганлар. Вот вы поняли, я понял вместе с вами, Бадранов, кто такой, блядь.
обычный баркутахбаш, который подлизался в правительство, залез нахуй и не хочет слазить, вот и все. Пытается нахуй на таком, блядь, кровопролитном нахуй башкирском, блядь, народе стать, блядь, и прожить еще какую-то жизнь. Но без бар, Аллах верса бара без килебес, и за ним придем, и за Хабировым, и за Уингреем нахуй, и за всеми. Главное, башкортны жүнні һәм татарны жүнні ирләре шуны аңларга тиеш и ишетергә тиеш, что без берләшергә тиешбез. Без генә без сможем это все сделать. Никто другой нахуй, никто, блядь, нам не поможет. Шуны аңлагыз. Главная наша задача объединиться и восстать против вот таких уродов. Создать, блядь, свои отряды и завоевать свои земли. До моря, как обычно, до моря. До моря все забрать нахрен. И вот до этого говорил, не говорил. Насчет это, я уже путаюсь, где что я говорил, блядь. Насчет карельских земель в этом, здесь говорил Микян в начале, или, блядь, в ТикТоке говорил. Уже не помню, где я говорил. Граница Коми, как я понял, вот это Архангельск, блядь, вот эти районы, я так понял, наверное, это Архангельскую область назвали. Это, наверное, было, это и есть Карелия, наверное, была это. И какая-то часть ненецев, блядь, тяжело нацию это произнести. Ненейцев, вот этих ненейцев, наверное, верхушка была, блядь, ледовитого вот этого океана, или что там, блядь, вот этого, океан там, холодного севера. И получается, вот этой Карелии, как она сказала, там какой-то язык, блядь, там переводчиком они сидят, короче, получается. Шнарга, хочу сказать, добавить к той карте, как в тот день я про карту чертил, примерно. Козан подымет себя вверх, значит, и будет соседствовать марийцами, и дальше марийцами выше будет соседствовать с карелами. Вот этот земли будут карельские земли, и значит это будет Ингрия. Но я примерно правильно и говорил, что это Ингрия, но я не понимал, что там это Карелия еще, оказывается, блядь. Карелия, я не думал, что она там, блядь. Оказывается, там. Короче говоря, Карелия это начало нахуй и конец финских земель, блядь, по идее, блядь. И все вот они вот так и кудахтят нахуй, как говорится, таукларкебек на самом деле, да, их язык. Поэтому финский очень тяжелый язык, я вам скажу, и карельский, и его брат. Грубо говоря, как башкир, татар, казак, тилләре кебек, наверное. Они друг друга поймут. И, во-первых, и этот же язык понимает марийцы. У марийцев та же хуйня. У марийцев почти эти слова есть, как у финнов. У марийцев тоже почти такие слова. И шведский, норвежский, данский, вот эти три языка. Потому что норвежский, я когда изучал, я понимаю, блядь, чуть-чуть и Данию могу понять, чуть-чуть Голландию можно тоже пару слов понять, и шведов. И все, вот это вся одна хуйня, короче. Там дальше финны, вот эти все, Карелия и марийцы, это все тоже одна хуйня, короче говоря. Уросны жиры юг. Я к чему это, блядь? Русских земель нету. Поэтому узкожопые нахуй, как этот, блядь, Иван Сусанин нахуй, будут искать себе нахуй землю нахуй, как Моисей. Так что будете искать землю нахуй, водить будете нахуй. Путин будет вас по всем щелям нахуй. Будете вот так ходить бомжариками, блядь. Мы вам нахуй ничего не дадим, блядь. Поэтому если внутри Башкортостана с Татарстаном захотят узкожопые остаться, значит примите нахуй наши законы. Не нравится, пиздуйте. Шулайгана, с вами нахуй пощады не будет нахуй. Спасибо скажете, что мы не будем вас резать всех нахуй. Так, ну новостей, наверное, до хера. Пройдем сейчас по всем другим инстанциям еще. Более интересные. Ну вот самое главное, то что Башкортостанда газа нету, Буржанда. Вот это пиздец. Россия это страна, которая обстреливает соседей ракетами по 5 миллионов долларов, а ее великая армия ворует чужие ношенные трусы для жен.
Пиздец, нахуй. Вот такое кино тоже отправили мне. Получается, нахуй, уже не стиральные машины воруют уже, блядь, у украинцев, уже даже трусы начали, блядь, хуярить. Ну, и хоть и даже это шутка такая офигительная. Итак, Идель Реалия. Прошлую неделю Реалия установили имена еще 386 жителей Поволжья, погибших на войне в Украине. Из них 68 башкортостанцы. И считайте, по состоянию на утро 11 ноября бүгінге погибло по меньшей мере 22 человек из региона ПВО. 22 100 человек сдохли нахуй из региона ПФО. Поволжский федеральный округ. За период с 4 по 10 ноября установили имена 386 военных из 15 регионов Поволжья, погибших на войне в Украине. Таким образом, по состоянию на утро 22 100 человек из этих российских субъектов. Количество установленных имен погибших за прошлую неделю по регионам. Башкортостан 68 человек, Самарская область 62, Пермский край 52, Пермь 52, в Перми явно безнекеляр тоже яшеванда, имейте в виду. Удмуртия, Утастугос, Удмуртия 39, Саратовская область 36, Татарстан 29, не верю. Кировская область 24, Оренбуржье 21, Ульяновская область 17, Нижегородская область 12, Чувашия 8, Мариэль 7, Пензенская область 6, Астрахань 4, Мордовия 1. Не верю нахуй. По одному там Мордовии хуйня это, пиздеж какой-то. Башкортостан лидер по количеству погибших. Война унесла жизни как минимум 3389 военных из республики. Далее в списке Татарстан 3004 и Пермский край 2559. Именами наименьшие потери среди регионов Поволжья на сегодня понесли Пензенская область 503, Мордовия 321. Рахат дөньяда яшибез, туганлар. Рахат дөньяда күмәбез туганларны. Манкурт булса да. Вот такая вот жизнь у нас. Ой, блядь. Так, давайте его Идель Реалия сейчас почитаем еще. Что-то тут интересно написали. Так, и что они пишут? Жительницу Зеленодольска оштрафовали за фото с мужчиной с тюремными татуировками. Пиздец, блядь. Зеленодольский городской суд Татарстана признал местную жительницу Марину Пашину виновной в демонстрации экстремистской символики. Соответствующие обнаружили картотеки суда. Женщина должна выплатить 1000 рублей штрафа в доход государства. Я ебануться, блядь. Так. Цель состоит в том, чтобы стереть границы между правдой и ложью. Эксперт о тактике России при проведении кампании по дезинформации. Российская пропагандонская кампания часто использует консервативную риторику, фокусируясь на таких темах, как фокизм или вокизм, блядь. Вокизм – продвижение либеральной прогрессивной идеологии и политики как выражение чуткости и системным несправедливостям и преубеждениям. Семейные ценности и права ЛГБТшников, плюс чтобы привлечь внимание консервативно настроенных граждан Европы, которые могут ощущать, что изменения в обществе угрожают традиционным нормам. Яркий пример — нарратив гей-ропа, где терпимость Европы представляется как моральное разложение и угроза семейным ценностям. В этом контексте Владимир Путин изображается как сильный лидер, способный спасти Европу от так называемого вируса вокизма, что напоминает образ Дональда Трампа в США. Я вот здесь живу, туганлар, айма, вот я здесь живу, Аллаха шүкір, меня никто нахуй не призывает, чтобы я голубой стал, блядь. Поймите, здесь нет такой хуйни. Мусульманин, ты держи свою, и все.
Если ты слабый на задок, блядь, конечно, любой может тебя трахнуть, блядь, если ты долбоеб. А так, блядь, нахуй, как говорится, никто тебя насиловать, как в России, точно уж шваброй или вантусом не будет здесь никто, блядь, нахуй. Силы тебя ебать, блядь. А вот в России, нахуй, будут тебя силой ебать. И ты станешь хочу не хочу геем, блядь. Хочу не хочу хуесосом будешь. Бывший европейский чиновник, а ныне исследователь политики и использования технологий в кампаниях по дезинформации Феликс Карте написал колонку для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. В своей статье он объяснил, как авторитарные силы, включая Россию, ведут кампании по дезинформации в западных странах. И Дель Реале поговорили с Карте о нарративах и повестке, которые продвигает Россия с целью подрыва западных демократических институтов. Эксперт особо подчеркнул, как Москва использует ложные нарративы для дискредитации Украины, а также консервативную риторику. Вот, понимаете, ну там читать можно дальше, дохуя. Короче говоря, вот коротко и ясно. Вот такая тема. Поэтому, исходя от этого, нахуй, пиздеж от российской всей дерьмовой, нахуй, пропаганды, блядь, несет только, блядь, параши. Вот так. Поэтому будьте осторожны. Итак, средний размер ипотечного платежа в регионах Поволжья в 2024 году. Размер ипотечного платежа 1000 рублей. Тут карта. Нижний... Так, средний размер ипотечного платежа. Ипотечный платеж. Сейчас дойдет. Дошло. Нижегородская область. Вот как раз здесь карта даже, блядь, есть вот. Кировская область, блядь. Ага. Кировская область, блядь, выше Мариэля. Кировская область это оказывается. Блядь, нахуй, вот эти карельские земли, они сделали Кировской областью. Вот это, где этот Архангельск, блядь, Хуянгельск, блядь. Это Кировская область, оказывается. Вот здесь карта есть. Блядь, это дайте-ка я закину себе. Карта, блядь, как раз. Буду говорить, удобно мне. Значит так. Начнем слева направо. Представили карту. Москва слева, справа Уфа. Нижегородская область 71 500. Чтобы, блядь, средний размер ипотечного платежа в регионах Поволжья. Кировская область 63 500. Вот это вся Кировская область, нахуй. Вся Кировская область зайдет в Татарстан. Полностью, нахуй, заимеем, нахуй, наверное. Потому что до поднятия, нахуй, это вся Кировская область, получается, что ли? А вот здесь справа Коми, что ли? Нихуя себе Кировская область. Кировская область это как раз Карелия, Инангбатага, блядь. Нихуя она огромная, блядь. Короче, Кировская область 63 500. Мариэль 63 600. Чувашия ниже 73 600. Мордовия слевее 71 500. Пенза ниже Мордовии 64 тысячи. Саратов ниже 64 300. Ульяновск выше 64 300. Чувашия 73 600, говорил, да? Татарстан 75 тысяч. Самарская область 67 700. Удмуртия выше Татарстана 64 700. Правее Пермская область выше Башкортостана 59 200. Башкортостан 62 600. Оренбург 61 700. Это, грубо говоря, по 600, по 750 евро в месяц вы хуярите свою ипотеку. А у вас зарплата, блядь, 30 тысяч рублей. Поэтому вы и идете убивать украинцев за 200 тысяч рублей, чтобы нахуй оплачивать свою сраную ипотеку. Тем самым вы хотите еще подольше пожить, блядь, на чужом, как говорится, кровушке. Так, читаем дальше. Средний размер ипотечного платежа в Татарстане составляет 75 тысяч рублей. Это первое место ПФО. Ну да, самый огромный платеж, оказывается, Татарстана. У Татарстана ебут как хотят, как говорится, 75. Башкортостана 62 600 только. В Татарстане на погашение ипотеки уходит 62% от средней зарплаты 2 работающих человек. 2 работающих человек, блядь, 2, блядь. Это пиздец.
Это показатель выше среднероссийского 54%. Средний размер ипотечного платежа в республике составляет 75 тысяч. Средний размер кредита на покупку жилья 3,5 миллиона. По размеру ипотечного платежа Татарстан оказался на 39 месте по России и на первом по Поволжью. Следом по размеру платежа за ипотеку идут Чувашия и так далее. Я вам прочитал. Итак, однако, несмотря на то, что в Чувашии, например, размер платежа меньше, чем в Татарстане, отношение его средним зарплатам двух работающих будет больше 74 500. 74,5%. Иными словами, жители Чувашии вынуждены отдавать большую часть своих доходов на ипотеку. Бармак сууралар. Ну, что можно сказать? Будут сосать палец нахуй, зато будут, блядь, в лаптях ходить, но в хате, блядь. В Нижегородской области двое работающих отдают 66,9 своих зарплат на ипотечный платеж. В Мордовии 77,6. Самый маленький средний ипотечный платеж у жителей Пермского края 59 200. Он составляет 49,5% от зарплат двух работающих. Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитивных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца. К средней чистой зарплате для двух работающих за 12 месяцев в сентябре 2023 года и 2024 по полному кругу организации. Для расчета ипотечных платежей используется средняя зарплатная ставка крупнейших банков. Ипотечная ставка срок и размер кредита с уровнем октября 2024 года. И тут не написали эти тоже уёбки, вот как им напишешь, да, эти уёбки и Дель-Реале не написали, а зарплата-то почем, блядь? У этих регионов зарплаты тоже надо было учесть, блядь, ебанутые нахуй. Если, блядь, только ипотека 64, блядь, нахуй. Зарплата, нахуй, 30 тысяч, блядь. От силы 50, блядь, от силы, блядь. Поэтому, как говорится, нищета, еще ипотека, ну, заебись. Как говорится, рабов вас не только, блядь, так на самом деле сделали, а еще ипотечные рабы, блядь. Ипотечные, которые вынуждены, блядь, идти на войну, убивать и зарабатывать на этом, блядь. Заебись, да, блядь, нахуй. Остаться в живых прям, блядь, из фильма, да? Не убьешь, блядь, тебя убьют. Вот типа того. Ой, пиздец. Ну, про это нахуй читать даже не хочу. Так. Какой-то еблан, блядь. Во, началось. Двух жителей Альметьевска отштрафовали по статье о дискредитации армии за пост в Инстаграм и статус в WhatsApp. Альметьевский городской суд Татарстана признал двух местных жителей, мужчину и женщину, и для Реале известны их имена, однако из соображений безопасности редакция не указывает. Виновными в дискредитации армии. И оштрафовали их на 30 и 35 тысяч рублей. Ну, это вот эта зарплата. Поняли? Вот на эту зарплату альметьевские, они и живут месяц. Вот за эту месячную зарплату и штраф и идет, блядь. Соответствующее постановление и Дель-Реале обнаружили картотеки суда. Постановление о назначении штрафа 30 тысяч рублей в отношении местных жителей вступило в силу 11 октября. Как следует из материалов дела, 10 августа женщина опубликовала в личном статусе WhatsApp. Он доступен в течение всего 24 часов. Видеоролик следующего содержания. Я хочу сказать и Мишустину, и Набиуллину, и всем другим пособникам Путина, кто отмалчивается и думает, что это их спасет. Каждый день вы продолжаете быть соучастником преступления, которое творит Путин. Каждый день вы своим молчанием убиваете украинцев и россиян. Это вы принесли войну вначале на Украину, а теперь в Курск и Белгород. Пока вы отсиживаетесь на это не навсегда, это не навсегда. Но это не навсегда. Никто не забудет о том, что вы сделали с нашей страной. Вы работаете на убийцу, но никогда не поздно остановиться. Привлекаемая признала вину и просила назначить ей минимальное наказание. Суд счел это смягчающим обстоятельством и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Постановление об альтернативном наказании в отношении жителя Альметьевска выступило в силу 4 ноября. Поводом для преследования мужчины стал его комментарий в Инстаграме с украинским флагом и подпись «Слава». Привлекаемый в судебном заседании признал вину. В то же время он заявил, что комментарий он оставил, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Суд вынес постановление о штрафе 35 тысяч рублей.
Вот такая вот хуйня, туганлар. Поэтому комментарии такие, блядь, опасные. Писать вам очень опасно, оказывается. Поэтому, если даже вы что-то будете писать или что-то, если вы хотите что-то сказать, лучше без комментариев напрямую мне в Телеграм звоните и все. Пишите мне в Телеграм, там, салям вассалям, и, как говорится, можем, как говорится, поговорить с вами. Поэтому всякие комментарии писать опасно. Так что имейте в виду. Вот такие дела. Надо бейля бетряльми никак, блядь, одни вещи, блядь. Вяжу, блядь, довязать не могу. Так, как бабушка, нахуй, я вяжу, блядь, вам. Сейчас свяжу вам всем, блядь, носочки, нахуй. Против Путина, нахуй, такие, блядь. Летающие носки, блядь. Кунг-фу панда, нахуй. Так. Кто тут пишет? Алейкум салам. Тебя по виду Facebook. Тебя по виду из окна вычислит ФСБ, поменяй заставку. Брат, видео из окна поменяй, ФСБ вычислит. Да. Сливки, инфосливки. Больше 1000 в день. Больше 1000 в день платят? Больше 1000 в день платят в этом Башкортостане, в Татарстане? Понятно. Так, вот здесь очень много пишут. Так, тут Ника переписывается. Понятно. Тут местные свои, да? Да, Мухаммад, салам алейкум. Дагестан на месте хоть там? Ты этот из нормальных дагестанцев? Ника, он из нормальных? Тот день у меня один дагестанец тут был, что-то мозги делал, ушел, короче. Этот в бан ушел, блин. Слава России, блядь, слава России, блядь. Заебал меня. Так. Кеше Кубы, 40 кеше был до хазар. 40 человек сидело, ушли, короче. Наверное, спать ушли. Время 9 у меня. Так, итак, ладно. До хрена здесь новостей везде, блин. Так, иноагентов, блядь. Нахуй не хочу читать про них. Вот, ну-ка, интересно, вот про нее что пишет. Давайте почитаем. Верховный суд Башкортостана приступил к рассмотрению апелляционной жалобы издательницы портала Пруфы Рауфы Рахимовой. Напомним, 4 октября 2024 года Кировский район суд Уфы признал Рахимову виновной дискредитации ВС РФ и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Я же говорю, вот, блядь, у них зарплата 30 тысяч рублей, я вам 1000 раз сказал. Штраф идет от, высший штраф это зарплата. Вот зарплата 30 тысяч рублей. Ну вот это месячная зарплата, штраф идет. Потому что больше они не могут написать, потому что откуда он нахуй больше возьмет? В кредит что ли, блядь? Поводом для возбуждения административного дела стали 3 публикации издательницы во ВКонтакте. Одна была размещена в 2021 году, остальные в 2022 году. Протокол составил сотрудник регионального МВД в августе 2024 года. Тогда же суд вернул материал дела в полицию по причине неправильного составления протокола либо неполноты представляемых материалов. Провластные телеграм-каналы обвинили Рауфу Рахимову в связи с башкирскими активистами в эмиграции, а редакцию Пруфу.ру в связях с иноагентами. Да-да, она со мной связана, блядь. Я связан с ней. Она на меня работает, нахуй. Охуенно, да, блядь? Она на меня работает. Охуеть. Так, в суде первой инстанции Рахимова не участвовала, так как находилась в то время в Турции. Ну, явно, блядь, я же ненавижу Турцию, блядь, и поэтому отправляю туда своих подчиненных. Вину она не признала и обжаловала решение суда в апелляционной инстанции. Когда Пруфы писали материалы, посвященные нашим погибшим на войне с Украиной землякам, я на своей странице ВК перепостила материал и написала слова сочувствия, сострадания, написала перед апелляцией Рахимова в своем телеграм-канале. Мне очень жаль погибших ребят и их матерей. А вам не жаль, уважаемый Ради Хабиров? Азат Бадранов. Сегодня, 11 ноября, он был назначен и руководителем администрации главы РБ. Вы считаете, что мы не должны сочувствовать матери, потерпевшей сына? Там же Рахимова заявила, что адекватные люди из команды Ради Хабирова сообщают ей о гадающемся на нее уголовном преследовании. Они в один голос говорят, он Ради Хабиров
Хочет организовать второй протокол и посадить тебя в тюрьму, организовав уголовное дело, добавила издательница. Как сообщили присутствующие на сегодняшний процесс слушатели защиты, Рахимова потребовал вызвать в суд эксперта, проводивших по заказу исследования психологического исследования публикации издательства по ВКонтакте. Суд пошел на встречу адвокатам и отложил процесс на 2 декабря. Рауфа Рахимова, племянница умершего в январе 23 года первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Ну, корабль грабыз, нахуй. Помните, нахуй, давайте здесь прикольнемся, ну, Аллах алим. Навальный. Давайте вспомним Навального, который как петух уехал, блядь, после новичка, как это, блядь, новичок, нахуй, ему в задницу засунули, как говорится, уехал, блядь, как петух, такой, я не я, нахуй, и, блядь, и Путин его ебанул сразу, блядь, с лету, нахуй. И это тоже так же, блядь, вернулось как петушара, нахуй. Посмотрим, что будет, нахуй. И если этот Хабиров посадил Алсынова и 80 человек, нахуй, что ей, блядь, вот эта овца, нахуй, проблема, что ли, эту овцу посадить? Поэтому эта овца, блядь, вот точнее даже такие овцы, нахуй, не нужны нам, блядь, которые дохуя берут на себя, блядь, и верят во что-то, непонятно во что, в этом ебаном государстве под названием Рашка, блядь. В Рашке ничего ты не можешь доказать. Никогда ты ничего не докажешь, нахуй. Если ты докажешь, и что-то даже если, но придется тебе хорошо отсосать у кого-нибудь. Только таким образом ты сможешь что-то доказать. И то, если не захлебнешься при этом, блядь, деле. Как говорится. Придется там у всех сосать. Не только у Путина, блядь. Так. Так, Гуфсин в Пермском крае. Заключенный, сообщивший о пытках в колонии, сам себя избил. Сам себя избил, блядь. Заключенный Олег Ламтюгин, который находится в СИЗО в Кудымкаре, сообщил о пытках в конце октября. Однако следствие отказало в возбуждении уголовного дела. Во ФСИН, в свою очередь, признали, что применили физическую силу в заключенном, но якобы это было законно, так как он якобы оказывал сопротивление. Как сообщает Пермь 36,6, со ссылкой на правозащитников, Гуфсин по Пермскому краю ответил журналистам, что Ламтюгин сам нанес себе травмы головы, кистей рук и других частей тела в камере для временной изоляции, куда его привели в связи с тем, что данный гражданин состоит на профессиональных учетах, в том числе как лицо, склонное к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Ведомства сообщили, что нанесение ушибов самому себе было зафиксировано видеорегистраторами, записи с которого не видел даже юрист заключенного. В конце августа родные пострадавшего Олега Ламтюгина обратились в жалобный фонд «Общественный вердикт». Медики диагностировали у мужчины ушиб лба, переносицы, глаз, гематомы на бедрах, ссадины на плечах. Ну явно, блядь, нахуй, избиение, блядь, нахуй. Явное избиение, нахуй. Без синяков, блядь, там и с синяками, нахуй, избить, нахуй, самого себя, нахуй, я не знаю, блядь, нахуй. Нужно садомазой быть, наверное, я думаю, нахуй. Не знаю, блядь, психом может, если такой человек не является, блядь, сам себя хуярить, блядь. Ты от одного удара ты охуеешь, блядь. Второй удар ты не захочешь делать сам себе, блядь. Это что за нахуй? И притом еще, говорит, головы, еще каких-то мест, где нереально сам себе хуярить, блядь. Хуйня какая-то. Депутат Госдумы Михаил Матвеев. В Самаре массово уволились полицейские. Якобы уволились сотрудники 2 центральных районных отделов полиции. Мне сообщают, что накануне сразу из 2 центральных райотделов полиции Самары массово уволились все сотрудники и оперативники. И следователи. Остались якобы только те, у кого год-два до пенсии, пишет Матвеев. Причиной массового увольнения называется низкие зарплаты, около 40 тысяч рублей при высокой нагрузке. А я вам что говорил, блядь? У ментов, блядь, 40 тысяч, блядь, ёб твою мать, я хуею, блядь. Москва-да, блядь, инен батага нахуй, 3-4 раза больше, блядь. Не ментов даже, блядь, обычного дворника, нахуй, если на то пошло, блядь, нахуй. Может зарабатывать вполне, блядь, нахуй, дохуя денег, блядь.
А этот Ментяров в Самаре 40 тысяч. Конечно, он будет нахуй грабить любого нахуй иммигранта и любого другого алкаша будет раздевать и обувать и ловить ГИБДД, МДД. Все, блядь. Коррупция нахуй. Вот для этого и создана нахуй. Сколько приколов мы видели, блядь. Дорабатывай на улице нахуй. Сколько видосов понасмотрели в ютубах и везде, блядь, если помните, в инстаграмах, когда все нормально работало. Да хуя приколов было. Деньги дай, салам алейкум, а там 1000 рублей. Салам алейкум, 1000 рублей, блядь. Сколько такого было, блядь. Я даже нахуй помню, блядь, на машине, когда ездил, блядь, по Москве, приведу пример. Короче, у меня был один знакомый, короче, то ли, блядь, русский он был, то ли кто, ну какой-то вот такой он, блядь, обычный такой был он, блядь, может, молдаван был, я не знаю, но был, все-таки он русский, наверное, и он был такси, короче, и в итоге, короче, он говорит, один раз меня остановили, говорит, рассказывает, короче, где-то мы перепизделись, меня, короче, остановили, говорит, где-то, блядь, в Москве. И тут, получается, он, этот уебок, говорит, принеси что-то, и, он бодался с ним, говорит, я бодался, и, короче, заебали меня, и он сказал, что-то принеси, в машину сходи, что-нибудь принеси в машину, и штраф оплати, и пиздуй, ему сказали, короче, ты заебал уже, типа он их достал, чтобы он не писал штраф ему. И в этот момент иду, говорит, туда, сука, охуел, говорит. Представляете, вот ментовская машина, садишься, ну, любая машина, садишься, и слева у каждого под дверью есть шкатулка, ну, вот это бардачок, да, где ты можешь всякую хуйню, тряпку положить для вытирать окно, туда-сюда, слева. И там, говорит, нахуй, пачками, нахуй, говорит, купюры лежат, денег, говорит. Я ебанул оттуда, говорит, нахуй, себе в карман. Быстро, говорит, зашел, он, наверное, долбоеб, забыл, наверное, что у него там кошелек, блядь, у ГИБДДшника на дороге, полный, говорит, нахуй. Я оттуда ебнул, говорит, сколько мог, ну, какой-то, зацепил там несколько рублей, говорит, нахуй, тысячные, пятитысячные, говорит, там, 500-ки, говорит, даже не было, говорит, 1000 и 5000-е, ебанул и в карман, нахуй, и к нему пришел, принес что-то там, то ли ручку он, то ли портфель он просил у него, блядь, принести. Мент, долбоеб, блядь. Он, говорит, ебанул так и пошел, короче, к нему. Пошел, в карман пришел, положил. И он говорит, что там, платить будешь? Блядь, давай, начальник, договоримся туда-сюда. И вот с этих же денег, говорит, я ему дал. Он мне ничего не написал. Порвал, блядь, штраф. Там, или он даже, может, не писал еще в этот момент. Короче, нахуй. Короче, салам, короче, он ему отдал вот эти же деньги. И, говорит, съебался. Вот такой был, говорит, прикол, блядь, у меня, говорит, вот такая тема была, говорит. Поэтому 40 тысяч у ментов зарплата в России, это просто кузбуярга, я не знаю, блядь, это просто на бумаге. А так они зарабатывают вот на грабежах, на коррупции, ГИБДД на улице, блядь, как шлюха стоит. А те, блядь, внутри, в кабинетах ебут нахуй всех подряд, блядь. Участковый по участкам ебет, другой, блядь, по-другому, а главный уже, блядь, там, который наверху сидит, он просто от них каждый месяц имеет свою долю, говорит, занесешь, не занесешь, пизда нахуй. И вот и все. Все, вот такая жизнь, блядь. Поэтому Башкортостан, Татарстан, мы должны уничтожить такую власть, блядь. Мы уничтожим, блядь, всякие, блядь, ФСБшные отродья, нахуй. Всех ментов, которые были ментами в Башкортостане, всех нахуй с работы. Всех уволить, нахуй. Пенсия, не пенсия. Идут вон, пойдут, нахуй, батраками, нахуй, куда-нибудь работать. Они нам, нахуй, не нужны. Спиногрызы. Итак, причина массового увольнения называется низкие зарплаты около 40 тысяч рублей при высокой нагрузке. Пиздец, да? Все сотрудники кредиток, денег ни на что не хватает. В прошлом году, к Новому году, начальство выписало премию в размере оклада. В этом сказали, что премии не будет. Ну, оклад это значит, наверное, 1010-20, наверное. Хуй его, оклад сколько, блядь, бывает, я не знаю. Ну, дали ему 40 и плюс 20, ну, 60 тысяч, охуеть.
Матвеев обратился в Главное управление, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. По мнению депутата, полицейским необходимо повышать зарплаты. Он также считает, что в условиях наплыва мигрантов и роста их преступности необходимо создавать отдельное подразделение по борьбе с этнической преступностью. А еще отдельные нацистские группы будут, молодчики, подобие, блядь, вот этих узких общин, блядь, и всякое лесного человека, нахуй, и каких-то самарских быдло, нахуй, будут выходить, мочить моих земляков с Азии, получается, да? Вот так. Вот я вам до этого что и говорил, блядь. Будут раздевать их. Вот и все. Да хуя заработал, иди сюда. Заработал, иди сюда. Потому что я эту тему, блядь, проходил уже в 2007 году. Когда в Москве я с российским паспортом был как нелегал, блядь. 2007 год. Если кто жил в Москве, знает. Как ебли нас всех подряд. Поймает, ебут. Поймают, ебут нахуй. Заебали нахуй. И просили регистрацию. Я говорю, ебанутый нахуй. Я россиянин, какая регистрация? И в то время на самом деле нужна была регистрация. И мы делали фальшивую регистрацию. Где-то там на Казанском вокзале за 300 рублей нам делали фальшивую регистрацию. И мы им показывали это. Потом они говорили, это фальшивое. Потом опять деньги берут нахуй. Вот так, короче, каждый день мы хуйней вот такой и страдали. Вот так мы прожили до 2000 какого-то года, до там 10-12, когда уже они на самом деле уже заткнулись, чтобы у россиян уже не просить регистрацию. Отменили этот закон сраный. И тогда мы только начали жить нормально. В 2012 годах, может, в 2010-х, не помню. Но на работе везде требовали регистрацию. Заебывали нахуй. Заебывали. Особенно на базарда шли им. Вот такая вот хуйня. Так что, туганлар, здесь, получается, законы, получается, которые в России какие-то, любые даже законы принимаются, они имеют нахуй вторую жизнь. Короче говоря, один закон приняли, сразу вышли уже обходные ходы. Сразу на него готовится обходной ход. Почему? Потому что это Россия. Поэтому у нас обходной ход, он не должен появляться даже в мыслях людей. Башкортостана, Татарстанда. Никакие нахуй обходные пути не должны быть. Все ГИБДДшники, менты, блядь, нахуй, будут проверяться нахуй жестко на коррупцию. Жестко, блядь. Каждый, у которого захотят получить штраф, кто-то, блядь, там деньги, будет сразу пострадавшему дано указание, чтобы он сразу позвонил. Таким образом только мы, как говорится, на стукачестве только сможем заткнуть эту коррупцию. Другого варианта не будет. Придется чуть-чуть побыть стукачами нахуй народу, которые увидят коррупцию у ментов там или у каких-нибудь ебланов, блядь, по Башкортостану. В идеале брать таких людей, которые не склонны к этому. И плюс, конечно же, это жажда у каждого, блядь, нас после СССР и после путинского режима, это будет болезнь в крови нахуй. Это будет нахуй очень огромная работа избавиться от этого, блядь, дерьма нахуй. Харама от этого. Надо будет избавляться любыми способами. Я же говорил до этого в другом эфире, пожизненные нахуй. Пожизненные. Пару людей на пожизненные посадим, пожизненное заключение. Спиздил, сел. Спиздил, сел. Но сел навсегда. Считай, блядь, нахуй. Спиздил 5 рублей, а сел на всю жизнь, блядь. А сколько тебе Аллах дал жизни? Только Аллах и знает. Поэтому, как говорится, не захотят пиздить уже потом. Там руки, яйца отрубать не будем. Посадить нахуй. Пусть работает там, создадим там в тюрьмах, короче, тоже создадим работу нахуй, чтобы они выполняли какие-то работы, которые приносят тоже благо государству. И, само собой, насчет тюремщиков. Тюремщикам тоже нужно будет оплачивать ихнюю заработную плату в нормальном порядке. И тюрьмы нужно будет все нахуй разрушить, эти гестаповские тюрьмы нахуй, и построить новые нахуй тюремные места, блядь, где будет тепло, уютно, как говорится. Пусть сидят нахуй на здоровье. Накосячат, будут сидеть. Как нормальный цивильный человек, как в Европе. Вот я в нескольких тюрьмах сидел нормально нахуй. В Европе сидится нормально. Но, как говорится,
В Башкортостане, в Татарстане такие тюрьмы во сне не видели они. Точнее даже, так скажу, в аулах нахуй дома у некоторых хуже, чем эта тюрьма. Поэтому, как говорится, Аллах сакласын түрмадан. Никому не советую туда попадать. Хоть в каком она состоянии пусть будет. Врагу не желаю в тюрьме быть. Но придется. Итак. Чего только нету нахуй. Итак, вот. Кировская область, да, мы говорили? Давайте про Киров почитаем. Если Архангельск, блядь, я теперь понимаю, что это Кировская область. Теперь понимаю, блядь, Кировская область. Где она, блядь, где она нахуй? Вот она, блядь, вот это вся, да, Кировская область, значит. Киров, блядь, Киров, блядь. Это значит, вот это карельские земли, нахуй, создали Кировскую областью, блядь, да? Активистки из Кирова Светлане Мариной. Светлане Мариной, блядь, иногда, блядь. Фамилия у нее, оказывается, такая ёбаная. Просят заменить наказание на лишение свободы. Заявлением о замене наказания с принудительной работы на лишение свободы обратился администрация исправительного центра в Кирово-Чепецке. Причиной обращения стали неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка со стороны активистки. В частности, Марина приготовила пирожки на дрожжевом тесте. Использование дрожжей категорически запрещено в тюрьмах, колониях и исправительных центрах. Один раз опоздала с прогулки, а также не предъявила удостоверение, осужденное во время уборки в мужском общественном туалете. За эти нарушения ей был объявлен выговор. Кроме того, Светлана Марина не поздоровалась с сотрудником, за что ей было сделано словесное замечание. Дрочила, пиздец, а? Видите, какая дрочила в тюрьме, блядь? Я хуею, блядь. Сейчас Светлана Марина объявлена злостным нарушителем исправительного центра Кирова-Чепецка и содержится в одиночном помещении. 1 марта 2024 года Первомайский районный суд Кирова признал активистку Светлану Марину виновной во повторной дискредитации российской армии и приговорил ее к 1,5 годам принудительной работы. По версии следствия, 29 августа 2023 года Марина опубликовала телеграм-чат «Свободный Киров», видеоролик, в котором назвала российского военкора Владлена Татарского настоящее имя Максим Фомин преступником, грабителем и убийцей, который и сам этого не скрывал. По мнению обвинения, активистка действовала умышленно по мотивам политической ненависти и вражды, испытывая стойкую неприязнь к органам государственной власти и вооруженным силам в связи с проведением специальной военной операции. Проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» признал Светлану Марину политзаключенной. Ну да, женщина какая-то, активистки из Кирова. Просто доказание лишения свободы. А может она и не русская, может она карелька. Может она Карелия нахуй, его нация. А может она Марийка, а может она чувашка. А мы не знаем, блядь. Понимаете? Поэтому, как говорится, явно, блядь, имя не говорит о том, какая у нее нация. А может такая же узкожопая, непонятно. Главное нахуй рабыня России. Главные материалы за эту неделю. В Татарстане и Башкортостане новый средний класс. Военные, сотрудники заводов и складские работники. Вот в этих местах у вас есть работа, оказывается. Башкортостанда, Татарстанда. Вы, наверное, там побольше будете зарабатывать. Отчаянно борется с системой в гордом одиночестве. В Башкортостане судят последнего фигуранта кармаскалинского дела. А что за дело к Москалах? Непонятно. 15 суток за пирожки на дрожжевом тесте. Активистку. Ага, понятно. Большой террор и судьбы. Как кровавый карлик Николай Ежов поквитался с Мариэль. Мариэль. Что произошло, непонятно.
Все может произойти очень быстро, без кровопролития. Реально ли независимость Ингрии? Новый выпуск наизнанку. Понятно. Реально ли? Хз, блядь, реально или нет? Без крови, нахуй, нереально. Мари Ушем. Оштрафовали по статье о нежелательной организации за публикацию материалов эстонский НКО. Йошкар-Олинский городской суд Республики Мариэль признан Мари Ушем, Союз Мари, виновным в участии в деятельности нежелательной организации и оштрафовал ее на 50 тысяч рублей. Кстати, вот Эстонию напомнили. Вот марийский вот похож на эстонский. Кстати, они эстонский, финский, наверное, и хотел сказать карейдельский. Карельский, короче, языки это вот как раз марийский. Вот это вся одна тема. У них примерно, как у нас все языки одинаковые, башкир, татар, казах, узбек, вот примерно такая тематика у них. Потому что я лично слышал их язык марийский, само собой, миндабит Берсі де, икенчisi де, блядь, Мари был, да, хатундар, поэтому от второй точно слышал, блядь, она знала свой язык. А вот первая нихуя не знает свой язык, потому что она жила в Башкортостане. В Башкортостане марийцы не знают свой язык, понимаете? Вот так вот. Они себя считают узкожопами, но они на самом деле марийцы. Вот так. В Башкортостане исчез марийский язык, и они не знают свои корни, не знают, как говорится, и себя считают узкожопами. Поэтому без Башкортостана обязательно должны будем сделать чувашам, марийцам и мордве и удмуртам школы. Обязательно. А узкожопах выгнать нахуй. Или будет учиться, блядь, башкорталында. Как следует из документа, причиной преследования стала публикация 12 июня в сообществе Мари Ушем ВКонтакте. В ней содержались некий материал Эстонского центра развития коренных народов Урали Кешкус НТУ. Последний внес в перечень нежелательных организаций Минюста августа прошлого года под номером 108. Учитывая фактическое признание вины, раскаяние, добровольное устранение, выявленное нарушение отношений организации как добровольное самоуправление НКО, Йошкар-Олинский горсуд назначил минимальное наказание штраф в размере 50 тысяч рублей. Мари Ушем. Так что у них тоже, значит, есть уже какие-то движения, но им эти движения тоже перекрывают. Получается, ВКонтакте там кто сидит, все, как говорится, сидят уши, короче говоря. Контакт рулится русней. Это уже вот доказано 1000 раз. Дональд Трамп обещал, что будет останавливать войны, а не развязывать новые. Ранее он заявил, что может прекратить войну в Украине за 24 часа. Что собирается делать Трамп для прекращения войны в Украине и как на его высказывания отреагировали кремлевские пропагандоны? Рассказывает «Смотри в оба». Ну давайте послушаем. Дональд Трамп объявил себя миротворцем в первом же обращении после закрытия избирательных участков США. Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь закончить войны. Ранее Трамп пообещал в случае победы на выборах в течение суток закончить войну России в Украине. Я добьюсь примирения за 24 часа. Теперь над обещанием будущего президента США посмеиваются в социальных сетях и украинских... Пиздит, как дышит. Встречаются как-то Вован Киев за 3 дня и Дони закончу войну за 24 часа. Вован говорит: Дони, у тебя есть план? Дони отвечает: да, такой же, как у тебя. Медиа Кремля иронизирует. Может, Трамп имел в виду первые сутки после инаугурации, а не после победы? Положить конец украинскому конфликту. За 24 часа. Да. И Пока вчера, не положил. Пока не положил. Ну, может быть, после инаугурации, ну, может быть, нужно подождать. В Украине особо не верят в реальность быстрого примирения. Президент Зеленский неоднократно отказывался идти на переговоры с Москвой, да и в Кремле особой тяги к дипломатии не выражали. Каждая из сторон ранее выдвигала свои условия, которые противник считал неприемлемыми. Я думаю, любой трезвомыслящий человек, даже не эксперт, понимает, что это невозможно. Хотя бы потому, что Путин, Медведев и другие уже неоднократно заявляли, что этого не будет.
Даже если Трамп возьмется за примирение воюющих стран, непонятно на каких условиях, чего именно он будет требовать, какими рычагами давления воспользуется. Трамп не будет просить Путина ни о чем. Он будет требовать. Он будет требовать прекратить войну, именно требовать от России прекратить войну. Нам правило расскажет, что мы вот разнесли половину Украины, мы теперь должны всем денег. И, ну, в смысле мы, Россия. Не думаю, кстати. Вот нет. Потому что на этом переговоры как бы и все, закончатся. Первые детали возможного мирного плана, со слов советников Трампа, опубликовала Wall Street Journal. Заморозка нынешней линии фронта, создание демилитаризованной зоны, охранять которую Трамп намерен заставить поляков, немцев, британцев и французов, а также отказ Украины от вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Все в обмен на дальнейшие поставки американского оружия Киеву. Сам Трамп говорил, что не будет раскрывать карты до последнего. Я не могу рассказать об этих планах, потому что если расскажу, не смогу их реализовать. Они не будут успешными. Часть успеха – неожиданность. В такой непредсказуемости, возможно, и лежит ключ к успеху, считает бывший генсек НАТО Андрес Фог Распус. Мы могли бы воспользоваться комбинацией непредсказуемости Трампа и его желания побеждать, чтобы создать на этой основе формулу мирного процесса в Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, Америка в состоянии помочь разрешить конфликт, но это не делается за одну ночь. Издание «Политика» тем временем сообщило, что администрация Байдена намерена срочно до инаугурации Трампа выделить Киеву $6 миллиардов на покупку оружия у Пентагона и с оборонных заводов США. Между тем, на букмекерской платформе уже появилась возможность сделать ставку на то, закончит ли Трамп войну в Украине за 3 месяца. Шанс на такой исход на данный момент колеблется в районе 50%. Вот такие дела, Туоннар. Получается, неизвестность ждет. Так, вот теперь здесь подробно. В Татарстане, Башкортостане новый средний класс. Военные, сотрудники заводов и складские работники. Сегодня главный представитель нового среднего класса в большинстве своем обслуживает войну. Их ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей вдвое превышает среднюю зарплату по России. Однако их благосостояние зависит исключительно от российского бюджета. Некоторые экономисты считают, что бюджет страны в 2025 году уже не сможет обслуживать военные расходы в таких объемах. Другие, напротив, полагают, что ситуация для властей выглядит оптимично. За последние 2 года в России, в том числе в Татарстане и Башкортостане, формируется новый средний класс. Это участники войны в Украине, работники военных заводов, складов, а также и IT-специалисты. Условия войны и санкций, их зарплаты значительно выросли, превысили доход менеджеров и банковских сотрудников. Этот процесс особенно заметен в Татарстане и Башкортостане, промышленных военных предприятиях. Обе республики активно работают на войну. Это, блядь, я своим ушам не верю, блядь, что на ухарга, блядь. Эти, говорит, республики работают активно, нахуй, на войну, блядь. Это пиздец, блядь. Во-первых, они в числе лидеров по количеству людей, заключивших контракты с Минобороны РФ. Во-вторых, в Татарстане и Башкортостане много военных заводов. Блядь, я в тот день вроде это читал уже, блядь. Или как подобие этого. Согласно официальным данным Росстата, за 2 года и 7 месяцев средняя зарплата в Татарстане выросла в 1,5 раза. До начала войны с Украиной, то есть в начале 2022 года, средняя зарплата республики составляла 44,9. А к июлю 2024 года достигла 70,2 тысячи рублей. Аналогичная ситуация наблюдается в Башкортостане, где зарплата также увеличилась в 1,5 раза с 41 600
до 64 200. По словам одного основателя Высшей школы экономики Игоря Липсица, благосостояние одного среднего класса будет оставаться высоким только до тех пор, пока у федерального бюджета будет хватать средств на ведение войны и ее материально-техническое обеспечение. Липсиц предположил, что в 2025 году могут начаться серьезная проблема, что ударит по доходам части бенефициаров войны. Другой экономический эксперт Владислав Иноземцев не согласен с мнением Липсица. Если говорить о реалиях, не о прогнозах, то ситуация выглядит для властей оптимистично. План доходов на следующий год предполагает их рост на 4,5-15%, что выглядит совершенно реальным. Процентов 9 будет прибавлено простым инфляционным эффектом, оставшимся обеспеченным повышением НДФЛ и налога на прибыль, заявил Иноземцев. Примерно такая хуйня. Окей. Вот здесь интересный момент. Если даже так, допустим, по второму кругу, да, то, что он говорит, что повысится, то все. А если, допустим, а не если как-то, блядь, звучит противно, блядь, даже. Блядь, это как-то вот по-другому надо сказать. Допустим, войны нету. Войны не будет. Кто вам будет платить эти деньги? И за что? Сети плести, блядь, и там всякие шахеды делать нахуй, я думаю, вам уже никто не будет платить. Потому что это нахуй ничего никому не надо будет. Да, может будут платить еще какой-то период, пока не соберут какие-то опять, блядь, пустые свои, блядь, ангары этой хуйней, блядь, заполнят еще раз, и все, потом уже все, пиздец. Потом пойдет сокращение, и все. Исходя от этого, остается только один вариант. Независимость. Потому что вы таким образом реально, блядь, нахуй, в данный момент, блядь, занимаетесь, блядь, хуйней полностью, можно сказать, блядь, курдом да ульдом, увидел и сдох, блядь, этих денег, да, ведь примерно вот такая тема у вас идет в голове, и вы думаете, что, блядь, на таком положении вы вечно будете жить, блядь, и каждый из вас будет получать, нахуй, там, если получал 40 тысяч, когда здесь описывается, блядь, уже 40 тысяч, блядь, до этого было 30, блядь, сейчас 40, если 40 тысяч зарплата у вас, блядь, и вы получать начали, блядь, пусть двойная, нахуй, 80, да, скажем, блядь, ну, 100 даже, допустим, скажем, блядь, ну, блядь, вы всю жизнь, блядь, по 100 тысяч получать не будете, поймите это. Вам никто не даст по 100 тысяч. Потом, если у нас будет своя независимая страна, Башкортостан или Татарстан, я считаю, что вот каждый Башкортостанда, Татарстанда будет получать не меньше 1000 евро. Это вашими будет сейчас 100 тысяч рублей. Не меньше. На любой работе. И пенсии тоже не меньше 1000 евро будет. Это вот точно гарантированно должно быть. Точно. Вот это такие вещи мы, блядь, на первое место поставим, блядь. И раздать дома. Башкортларга, татарларга, в первую очередь. Дома раздать. Пенсии, зарплаты. Все охуенно сделать. Но в то же время нужно понимать, что Башкортостан или Татарстанда, когда уже, Аллах верса, работать надо будет честным том. Честно, нахуй. Без коррупционных кривых методов, блядь. Забыть, нахуй, свою старую жизнь раз и навсегда. Поэтому только зарплаты будут выше, чтобы вам не приходилось в голову воровать. Вот, допустим, возьмем пример Германии и Норвегии. Не говоря Франции, потому что во Франции зарплату я пока не понял нихуя. Потому что я не столкнулся пока еще.
больно сильно такой, именно имеется в виду ментовской темой. Допустим, в Германии и в Норвегии менты получают нахуй, вот по Норвегии возьмем, 60 тысяч крон. Это, так скажем, 2017 года, блядь. Понимаете? Сейчас явно тоже не меньше. 60 тысяч крон в то время это было 6 тысяч долларов. Или там 6 тысяч евро. Если сейчас на это смотреть, это 600 тысяч рублей на ваши. В то время, это 2000, точнее, блядь, 15-е года, 2015-е, 2000, по 2018. Столько денег. Получается, Норвегия была успешная, блядь, уже с того времени. Исходя от этого, Германия не меньше получала. В Германии менты также получали. Пожарники, менты, вот эта вся там скорая помощь, они получают дохуя. А вот во Франции, я как понял, здесь как-то поменьше платят, блядь. Поменьше, реально. Здесь какая-то вот другая жизнь. Но, опять-таки, это поменьше, это где-то, блядь, от 2 до 3 это поменьше. Такая стандартная работа местного человека, я думаю. Но и выше. Менты тоже, я думаю, нахуй, получают не меньше, блядь, 3 косарей в месяц. Это 300 тысяч рублей. Поэтому, исходя от этого, Башкортостанда, минималка должна быть 1000. Минималка. Вот что я хочу сказать. Минималка должна быть 1000. Это получается евро в месяц. Это 100 тысяч рублей пока. Ну, само собой, Башкортостан, Татарстанда, как в прошлых каких-то эфирах говорил, бабки надо будет менять, само собой. У нас деньги будут үзебезнеке башкорт окшасы была и татар окшасы была. Отдельно у нас будут купюры и так далее. Без этих ебаных нулей, блядь. Без нулей надо сделать, блядь. Сделать примерно подобие, блядь, доллара и евро. Чтобы эквивалент, блядь, нахуй, нашего экономического, нахуй, подъема, он, блядь, не меньше евро и доллара должен быть, блядь. Так, до такого уровня надо будет нам загнать экономику, как в Индонезии примерно, понимаете? Поэтому, чтобы мы как Индонезия стали, для этого народ в первую очередь должен приближенно хотя бы стать мусульманином. Крыс нахуй в нашем государстве уменьшить надо будет. Из той жизни, СССРской жизни, откуда мы зараженные, вернемся, да, так скажем, войдем в эту новую жизнь. И для этого нужно будет, чтобы сделаться как Индонезия, искоренить коррупцию. Искоренить это все дерьмо. И окшана берега столько нахуй, чтобы этот человек был сыт нахуй. И чтобы у него мысль не была воровать, блядь. И цены в магазинах нахрен. И остальные работы, и какие-то, блядь, допустим, так скажем, блядь, вот эти ремонтные работы там, ну, всякие вот такие, блядь, услуги должны быть тоже приемлемые. Не говорить, что, блядь, ага, подняли зарплату здесь 1000 евро, допустим, от 1000 евро пенсия и так далее, и хуяк, и услуги подняли. Нихуя подобного. Нет, но я не представляю такого, чтобы Башкортостан и Татарстан стал как... Потому что у нас преимущество дохуя, чем у них. У нас все есть. Как Норвегия, Франция, там, допустим, Бельгия, или там, как Англия, цены взвинтивать нахуй на вот эти услуги не будем. Это, блядь, оставаться должно как есть, блядь. Кишише. Адамча буларга тиеш улай берлер. А не так, что, блядь, нахуй, давай, блядь, я сейчас приду тебе закручу что-нибудь, нахуй, там, час, муж на час, блядь, и, блядь, за это, там, 100 баксов возьму. Нихуя подобного. Нет. Цены будут тоже нормальные, нахуй, за услуги. Та же парикмахерская, тот же, нахуй, другие какие-то вещи. Не говоря, что стоматология и медицина должна быть бесплатная. Вот так вот. Медицинские, нахуй, карточки, вот как здесь вот мне дали этот медицинскую карту, когда говорят, нахуй, а там как медицина, нахуй. Вот я вам отвечу. Медицина, альхамдулилля, здесь.
дали мне вот такую карту на год, она прошла, и с карты это. Сейчас дали вот новые недавно, получил новые. Вот сейчас хочу записаться, если Аллах верса, опять куда-нибудь, врачу какому-нибудь запишусь, схожу. Потом скажу результаты. Вот так вот. Короче говоря, медицинская карта должна быть, само собой, дана. И по этой карте должна работать мощная, нахуй, социальная помощь. Социальная помощь. Допустим, пенсионерам, там другим, такие скидки примерно. Если где-то нужно будет подключать денежную сторону, но эта денежная сторона тоже должна оправдывать того человека. Допустим, этот человек безработный, получается, полностью погаситься должна. А если он работает, значит, какую-то часть, там 5 или 10% он должен будет оплатить. Примерно вот так должно быть, понимаете? Чтобы чуть-чуть хотя бы, блядь, человек ощущал, блядь, что он, как говорится, работает в таком государстве, где у него есть, блядь, медицинская страховка охуительная. А не как в России, блядь, дали, и тебе, нахуй, нихуя не сделают, блядь, без денег, нахуй. Тебя положат в палату, где там сдохнуть можно, замерзнуть, блядь. Или в коридор, нахуй, поместят. Нет, нахуй, этого не должно быть. Бүтін больничкалар, блядь, бүтін роддомлар, госпитальлар должны быть высшего класса, блядь. И у нас природа позволяет. Допустим, она, нарсекей, туберкулезные, блядь, не могу вспомнить. Шаран. Блядь, забыл, туберкулезный. Где у нас, блядь, Башкортостанда, блядь. Кстати, у меня отец там тоже в свое время, прихватил, оказывается, яшлиганда, этот тубик, короче, и лечился он там. И вот его вылечили лошадиным молоком, кумыс называется, да, у нас вот кумысолечение. В итоге, Аллах шукр, он, как говорится, выжил. Его вылечили офигительно. Плюс его в свое время улечил там его дядя, получается. Его дядя там был ученый или кто там, блядь, врач, короче, был этого места, так скажем. Поэтому, как говорится, и он попал туда во время СССР по блату, так скажем. Понимаете, вот даже во время СССР был блат. По блату люди ходили. Не просто так попадешь. Шунарга, бізге мына шундай, блядь, брат, сват, нахуй. Вот эту тему мы должны как-то истребить. У нас должен быть работать красивый закон, блядь, где будет, нахуй, бескоррупционный, нахуй, брат, сват, туганом, нихуя. Вот подобие Бадранова, Хабирова, вот эти действия, нахуй, нам нужно будет раз и навсегда забыть. Потому что мы привыкли к этому. Везде ищем родственников. Нет, не должно так быть. Родственник, значит, если он сапожник, блядь, он будет сапожником работать. Если он был сапожником, и ты стал генеральным директором какого-то завода, он явно там не должен стать, нахуй, замом этого генерального завода. Такого не должно быть у нас. Не должно быть, нахуй. Потому что, если мы перейдем эту планку, опять в эту коррупционную схему мы войдем. Шунарга, везде 3 года, блядь. 3 года отработал, иди нахуй. Меняется, другой приходит, блядь. Чтобы каждая семья, если он способен этому, как говорится, учился к этому, каждая семья Башкортостана и Татарстана должен овладеть этой специальностью. А не сидеть, блядь, до старости, нахуй, какой-то хуй, блядь, старый. В той же больнице и там, и в хирургии, и везде, блядь. Только будет везде, блядь, по 3 года, грубо говоря, блядь. Но в больнице там побольше можно ставить, блядь, сроки, потому что врач куда пойдет работать, нахуй. А эти, нахуй, которые басня-писцы, нахуй, и курултаевские депутаты, нахуй, они явно должны меняться каждые 3 года, блядь. А вот насчет врачей можно там обдумать, потому что, блядь, хорошего врача сделать нужно года, блядь, нахуй. Там за 3 года он куда пойдет, блядь, через 3 года? Это звучит тупо, блядь. Поэтому, как говорится, библиотеку что через 3 года мы можем поменять, а врача нет. Поэтому насчет врачей эту тему надо будет делать более, знаете, каким образом? Я думаю, так скажем, создавать условия этим врачам таким образом, чтобы в каждом
районе, в каждом районе Башкортостана, и оно будет огромным, получается, Пермь, Коми, это все, когда мы возьмем, в каждой области, уже надо будет говорить, наверное, да, ведь, блядь, в каждом виляяте должно быть врач высшего пилотажа, в каждом, чтобы экстренная помощь не вести нахуй всех в Уфу. Вот, допустим, менің әтейімні не довезли до Уфы, и он умер. Почему? Потому что в моем, блядь, районе не было такого врача, блядь. Вот этого не должно быть. Понимаете, нахуй? Поэтому в каждом, блядь, районе, нахуй, хоть Джаханнам Тышигында где-то там, блядь, в пизде Кукуева должен сидеть квалифицированный врач. А врач почему там хороший не сидит? Потому что в данный момент им не платят зарплату. Вот и все. Они никто, нахуй. Поэтому... Еще раз повторюсь, у каждого врача, у каждого дворника, нахуй, зарплата должна быть высокая. По-другому мы не сможем, нахуй, поднять, нахрен, свою, как сказать, блядь, вот эту нищенскую жизнь Башкортостана с Татарстаном. И подобие, блядь, Хабирова и Минниханова, люди, которые высосали, блядь, весь... бюджет, нахуй, они не должны вообще, блядь, нахуй, в нашей жизни больше появляться. Потому что вся, блядь, денежная, нахуй, составляющая должна разделяться на всех людей поровну по его заслугам там или каким-то, блядь, отличительным чертам, блядь. А не так, что, блядь, нахуй, получается, блядь, нахуй, один сосет больше, другой, нахуй, нихуя не берет, третий, блядь, средний берет. Нет, нихуя. Поэтому бізге бүтін системаны обновлять. Башкортостан, блядь, Татарстанда все обновить нахрен. И, само собой, брать примеры коррупционного такого же Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, у них та же хуйня. Вот эти примеры нахуй нам не нужны. Поэтому Башкортостан, блядь, Татарстанда должно быть все нулевое, блядь, нахрен. Нулевая страна, все нулевые законы. Конституция своя, блядь. Кишича язылган конституция, баларгатыш, блядь. Без всяких садомаза. Где, нахуй, блядь, не бей лежачего, тоже статья там, или что-то в этом роде. Или там хуйней не страдали, чтобы люди. Понимаете? Поэтому везде должна быть такая ситуация, чтобы народ мог, получается, реально жить в защищенной стране, блядь. А не так, что, блядь, что-то сделал, нахуй, ага, все, сказал, посадили на 100 лет, блядь. Нихуя. Засказал, что-то сказал, допустим, да, ведь, значит, блядь, я в каких-то эфирах об этом говорил. Если что-то кто-то сказал, недовольствие на правительство в Башкортостане и в Татарстане, вдруг такие будут. Мы будем, блядь, обговаривать об этом. Он должен предъявить свое недовольствие. И мы должны будем любым способом помочь ему, нахуй, а не сажать его, нахуй, за какие-то его митинги и так далее. Мы должны будем помочь этому человеку. Или там, как сейчас, блядь, ляпнул что-то, нахуй, подобие Алсынова, все, засунули. Нихуя, такого не должно быть. И, конечно же, еще моменты бывают такие, блядь. Допустим, Нарсякей. Интересные моменты, но это уже судебная тема, это не мое дело, нахуй. Вообще я и не судья, и не юрист, блядь. Допустим, авария на дорогах, нахуй. Врач нечаянно кого-то убил, блядь. Обвиняться будет. Там родители или кто-то недоволен. Или та сторона другая, погибшая, недоволен. Что-то в этом роде. Примерно, да, вот такая хуйня будет. В этом случае обязательно нужно рассматривать максимально в человеческих условиях, чтобы этот человек реально, если он не маньяк, нахуй, если он принципиально это нарочно, если это специально не сделал, то в этом случае нужно будет рассматривать от и до, и сажать такого человека, я думаю, нахуй, сразу не стоит. Потому что этого человека можно использовать, так скажем, в каких-то других целях.
допустим, если у него такая судьба уж получилась нахуй, и ему нахуй хуяц и дадут ему нам, допустим, какая там конституция сейчас в России, да, 20 лет нахуй, 30 лет нахуй. Нет. Губить нахуй из-за таких, блядь, нечаянных случаев, блядь, людей нахуй, я считаю, блядь, не стоит. Поэтому нужно будет гуманно, блядь, нахуй поступать, блядь. Как из фильма, блядь. Гуманный суд, нахуй. Вот примерно гуманизм должен быть, блядь, 100% в адеквате, блядь. Чтобы вдруг что-то случилось, всех не хуярить. Допустим, возьмем пример, нахуй, допустим, Анвара Нургалиева, нахуй, этого племянницу, короче, кто-то ебанул. Если помните, такой инцидент был по Башкортостану. Что там творилось, что там творилось. И постоянно я в Инстаграме читаю эти новости. И получается, что посадили, не посадили. Короче говоря, там у него какая-то крыша, и получается, его взяла. Что с ним произошло, непонятно. И в итоге, короче, девушка умерла, iki баласы қалды бетінде, и нихуя никто нормально это не обследовал. Что произошло? А как ты обследуешь, блядь? В ебучем хабировском путинском мире что ты можешь делать, блядь? Хоть ты, блядь, там артистом будь, хоть кем будь нахуй. Вот и все. У кого есть крыша, тот рулит. Вот этого нахрен не должно быть у нас. У нас должно быть конкретно, блядь, нахрен. Есть закон, вляпался человек, значит, это значит, он этот маңғайында язылған шул, блядь. Бәхті шундай болған, значит. И значит, получается, этот чувак, если на самом деле, блядь, этот оставил место преступления и так далее, значит, он должен обвиняться. А не так, что, блядь, нахуй, обвинили, блядь, умершего человека, блядь. Ну, вот такие вот резонансные, тупорылые моменты нужно обследовать, нахуй, гуманно, блядь. А не искать кого-то там, блядь, где-то нахрен, в черном ящике, где вообще, блядь, херня полная, блядь. Шунарга, Башкортостанда полностью, я, как я говорю, менять надо будет все нахрен. Менять надо будет все. Из всяких низов, блядь, из всякого дерьма я вам примерно уже всякие темы рассказал. Всю тему менять только одно остается. Как поменять? Поменять только, блядь, нахуй полностью этот московскую власть, блядь. А московскую власть менять будем только на киевскую власть. Вот и все, блядь. В Москве должна быть киевская власть. Нормальная, адекватная, демократичная. Которая на нас не пойдет, блядь. Войной. Шундыхаль, туганлар. Так. Так. Давайте почитаем какие-нибудь еще новости теперь. Что там накидали сегодня? Этот Куштау Байрам так и меня жауап бермеді. Куштау Байрам, блин, если кто связан, сообщите этому хозяину Куштау Байрама. Он чей вообще? Наш, не наш? Итак. Свободная Башкирия. Что за свободная Башкирия? Давайте. 385 человек. Самое интересное. Вот все это происходит 7 марта 2000 года. Видео тут. Температура воздуха, по-моему, нулевая, даже очень прохладно. Сунут руки, холодно. А вон якобы мирные жители, которые там прячутся, бегают. Но здесь мирных жителей нет. Это только пена. Все они боевики. Все. Про Чечню. Всех убивать. Одним словом, уничтожать.
покидают свою деревню. Люди даже прикрывают. Не хотят смотреть в камеру. Это все равно животный мир. Настоящий. Это животный мир, оказывается. Чечня, 2000 год. Вертолеты РФ обстреливают мирных чеченцев, вынуждая их бежать из своих домов. Здесь мирных жителей нет. Все они боевики. Всех их нужно убивать, одним словом, уничтожать. Это животный мир. Знакомая риторика, не правда ли? Оккупант и вечный убийца по сути не изменился. Он такой же сейчас, как был в 2-3 века назад. 2-3 века назад. И кто-то написал, Ичкерия восстановится. Поэтому, туганлар, вот видя вот такие моменты, Башкортостан или Татарстан должен понимать, что война, это только метод. Метод нахрен. Успокоить другой, блядь, народ или там другого человека. Это метод. Поэтому от этого метода нахуй бояться не стоит, блядь. Если бы улябыз ekan, соғышта улябызмы, блядь, үйіңде улясыңмы, это все равно, блядь, от тебя не зависит. Поэтому мы должны готовиться к войне. Мы должны, блядь, понимать, что узкий мир, блядь, нахуй, заебал уже всех, блядь, нахуй. Всех, блядь. Не то, что украинцев, блядь, нахрен. Он достал всех, блядь. Если вспоминать тут все, блядь, историю, то он реально достал всех. И поэтому, если вы дальше и больше будете сидеть и думать, что вы такие... ну, типа, недотроги там, вас никто не тронул, и вы живете нормально, нахуй, работаете, блядь, нахуй, строите сети, нахуй, получаете 200 тысяч рублей, едете, нахуй, на Украину убивать. Нихуя. Нихуя, это не жизнь. Это не жизнь, блядь. И это мы прекрасно знаем, что это не жизнь. Это просто, нахуй, времяпровождение и наебывание себя. Ғұмыр уздыру гына, и все. Ғұмыр үте, а сіз аңламайсыз, что біз, бүтініміз, как говорится, так скажем, блядь, как будто бы в чужом теле, нахуй, и в то же время он что делает, он сам только знает, блядь, и мы не можем управлять своим телом. Вот примерно вот такое состояние у нас, понимаете? Мы чисто как роботы, блядь, нахуй, которых, блядь, просто из Москвы пытаются управлять, нахуй, туда пошли, сюда пошли, блин, вот так, блин. И поэтому я считаю, что каждый башкирт должен понимать, что уничтожение нашего народа это и есть, блядь, посягательство на нашу республику. Вот и все. А не так, что, блядь, ваша республика это Россия. И вот тут прикол, блин, еще дальше. Это дочь Хабирова, если вы видели, фотограф, живет и работает за границей. Вот такие у нее фотографии. Тема говорит сама за себя. Хабиров на кызы бигряк матур экен. И это бигряк матур кыз фоткает каких-то мужиков в платье, нахуй, и в женских трусах, блядь, каких-то, нахуй, геев фоткает, блядь, дочь Хабирова, блядь. Заебись, нахуй, заебись. Можете на телеграм-канале «Община мира» посмотреть на эти прекрасные фотографии мужика в платье, блядь, нахуй. И получается, после этого думаете, что Хабиров, он нормальный, нахуй? И его семья нормальная? Манашулай. Поэтому Хабиров тоже ничем не отличается от того же Соловьева, нахуй, и всех других, блядь. У них у всех дети за границей, как говорится, скрываются, а на самом деле, блядь, эти твари, нахуй, используют наш народ, блядь. И все. А они живучие. Поэтому без она кызында табабыз, нахуй. Хабировны узында табабыз, нахуй. Всех мы найдем. Просто для этого нам нужно собраться вместе в один кулак. Один в поле не воин.
Так, община мира. Откуда эта группа появилась вообще? Нихуя не пойму. Кто он такой? Зачем он топит? Кто такой? Хз, короче. Ладно, короче. Так. Интересное, блядь. Агентство Анадолу. Свободная Башкирия. Копернула, засунула сюда. Про Турцию что-то. Нуман Куртулмуш. Мир не может допустить, чтобы международное право было оставлено на усмотрение 5 стран. Послушаем его. Геноцид и массовые убийства в Палестине продолжаются в Израиле уже более года. На самом деле является тревожным звонком для человечества, которое должно создать новую систему, заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш. Глава парламента Турции выступил на 3-й сессии 10-го саммита спикеров парламентов G20, P20 под названием «Парламента построения глобального управления адаптировано к вызовам 21 века», которое проходит в столице Бразилии. Куртулмуш сказал, что они знают о существовании международной организации, которая занимается всеми вопросами, с которыми сталкиваются люди в качестве проблем в мире. И подчеркнул, что тот факт, что основные проблемы в мире не могут быть решены, несмотря на существование многих организаций в этой сфере, указывает на то, что эти институты остаются только формой и потеряли свою способность решать проблемы. И все на этом. И все. И теперь я вам добавлю к этому. Сколько уже времени прошло, как пропиздошился Эрдоган, блядь, что он зайдет, Палестину поможет. Когда я вам говорил, не помните? Осенью вроде бы говорил, да ведь? Или летом. Ну, пусть будет нахуй, в октябре, может, говорил я, или в сентябре, не помню. И чё, где он? Где он, зашел, нет? Поэтому Татарстанга особенный айтем. Ждать вам, нахуй, Эрдоганчика вашего, нахуй. Не стоит ждать. Башкорстанга подавно, я против. Поэтому, как говорится, нам, нахуй, эти хуеплеты турецкие нам никогда не помогли и не будут помогать. Нам они нахуй не нужны. Каждый, блядь, үзіне кесесін улей. Әрбір халық, блядь, үзіне кесесін улей. Если ты подогреешь, нахуй, может, Эрдоган придет. Не подогреешь, нахуй он тебя пошлет. Вот такая вот жизнь, туғанлар. И олар бізге нихуя туған түгіл, блядь. А кутақ сынықлары. Исходя от этой речи даже, речь про пиздошенного какого-то мудака, нахуй, белые усы, белые волосы, нахуй, старика, и который, блядь, из этой речи просто пропиздошил какую-то речь. Вот и все, нахуй. И ничего, нахуй. Бармағында кымылдатып қоймаған. И ничего не сделал, блядь. Просто слова, нахуй, на политическом поле. Человек на политическом поле не может сказать, нахуй, мы зайдем в Израиль, нахуй. Они не могут. А потом вы говорите, что Израиль, говорит, кірелмеген Турции, кірер Россияға, что ли? Қазанны спасать будет, что ли? Қазанны Израиль, нахуй. Точнее, блядь, Турция. Блядь, смешно, нахуй. Если они, блядь, палестинцев рядом, соседи не могут спасти. Я думаю, знаете как? Если бы Башкортостанда резня начнется, резня в Башкортостане, первые к нам придут, знаете кто? Казахлар придут. Потому что олар біздің соседи. А Турция, сосед Палестины, не может зайти даже помочь своему соседу. А вы, блядь, 33 земель, нахуй, километров, нахуй, Турцию просите, как Кашапов, блядь, помог он, блядь, Казань, блядь, взять, понимаешь ли, от Путина. Где логика, нахуй? Это же даже мне, тупому, нахуй, это доходит, что, блядь, нахуй, это идиотизм полный, нахуй, маразм стариков.
этого Эрдогана, Кашапова, нахуй, которые мечтают в своих снах где-то, нахуй. Шундыхаль, дуслар, блядь. Итак, 3 похорона в день. На СВО погибли 3 башкир и все земляки из одного района. За что и ради чего? Прощание с Амировым Расулом состоится 8 ноября 2024 года с 8 до 9. Город Челябинск, ГБЗ. Потом привезут в село Новое Курманово Кунашахского района, улица Мира. При исполнении воинского долга на СВО погиб Ильнур Маннанов из села Аширово Кунашахского района. Похороны Ильнура Габдельбаровича перенесли на 7 ноября село Аширово. Сержант Рамиль Гафаров был заместителем командира взвода управления минометной батареи мотострелкового батальона. Ему было 47 лет. Рамиль Кираматевич родился в селе Серкино Кунашавского района, выпускник Усть-Багарякской средней школы, представлен к ордену мужества посмертно. Нахуй твой орден нужен, блядь. Церемония прощения состоится в городе Каменск-Уральском на аллее Славы 7 ноября в 10 часов. Похоронят воина на малой родине, деревня Серкино Кунашакского района. Пиздец нахуй. Мана молодой, мана бу матур малай, блин. Корагана, мнауса семизряк. Так, и третий, ну да, пожилой, третий. Ну все, хули. Вот вам. Вот вам. А вы говорите, что Башкортстанда, блядь, эзгена киши уле. Мана, бу Челябыда ульген. Но башкортлар вроде бы да инде. Башкортлар ульген бит. Поэтому, когда вы говорите, что Челябинская область нам не нужна и мы его не будем присоединять, это вот вам ответ. Шунарга, как я и говорю, будем брать все нахрен. Всю территорию будем нахуй вычищать от этого узкого мира, блядь, нахуй. Чтобы каждый башкорт зашел, блядь, на территорию под названием Башкортостан. Новый Башкортостан пусть будет называться, блядь. Новые территории, новый Башкортостан. New country. Кто-то пишет, блядь. Земля стекловатая, что тут можно сказать. Приказы они выполняли. Каферов. Манкурты. 3 похорон. Чурка не русская. Вот такие вот комментарии. Кешелерден. Шундыхаль, дуслар. Поэтому это жопа с ушами. Итак, тут и старые есть, короче. Все понятно, все старье тоже есть. Идем дальше. Итак, взрыв российского шахеда в Белгороде. Хлопок в Белгороде. Россия ударила, хлопнула шахедом по своему же дому в Белгороде, улица Каштановая. Инцидент произошел 5 ноября. Российские власти, как обычно, все свалили на Украину. Однако позже нашлось видео с уличной камеры, на которой видно, как прямо в дом влетает именно шахед. Его легко узнать по силуэту. Тот неловкий момент, когда радовались, что иранские дроны прилетают по украинцам, но внезапно что-то пошло не так и пришлось прочувствовать их на себе. Заебись, да? По Белгороду нахуй. И что тут? Думаю, везде это показывают. Давайте посмотрим, да. Синий дом, и тут нахуй силуэт реально огромный нахуй. И по дому ебануло.
сегодня-то, ты думаю, все ныли, плакали. Вот это, наверное, 3 детей там осталось, что такое, Я блядь. нахожусь в своем доме, получается, только что на улице. Слышу звук мотора. И хлопок и все. Громко вообще? Да, было громко. Я сюда приезжал, смотрю, уже костер. Да, 31 регион, Белгород. Газ включают, молодцы, что включили газ. Мы по квартирам пробежались, на соседних подъездах были людей. Вот. Ну, получается, там на 5-й этаж было зайти, там был очень большой огонь. Но приехала пожарники приехали. А быстро оперативные службы приехали? Да, приехали. Где-то в течение минут 7, где-то 5-7 минут. Ну да, блядь, нахуй. Как, блядь, нахуй этот... Типа как стрела, блядь, нахуй такая, блядь. Огромная стрела. Стрела на ощупок, блядь. Такая хуетация, блядь, огромная, блядь. Ну, нормально тащила что-то. А, вот дошли до этой пидораски, блядь. Вот. Карельский. Жутковато, правда? А это ведь я просто пожелала вам любви и удачи на карельском. Я Лера, актриса из Петрозаводска, у нас там есть замечательный национальный театр. И это единственное место на земле, где до сих пор говорят на карельском. И чтобы вы понимали, этот язык настолько сложен для понимания, что даже сами карелы приходят на спектакль и сидят в наушниках, в которых идет перевод на русский. И даже этот самый перевод звучит так, как будто всю Карелию однажды кто-то обидел, а они теперь пожизненно оправдываются. Да ну что... Из ВК-видео взято. ВК-видео. Извините, но я считаю карельский атовизмом. Это как соски у мужчин. О! Работают... Соски у мужчин, вот вспомнил. Соски у мужчин, оказывается, карельский язык. А у них клитор, да, получается? У русских клитор, нахуй. Исключительно как зрелище. И то только для истинных ценителей. Вот такая. Лера Ломакина, город Петрозаводск. Ха-ха ловят во время войны над карельским языком. Ну тогда, а чё ж тогда вы сюда бежите, пидоросня, блядь, нахуй, учить становитесь, блядь, французский, нахуй, еще какие-то другие языки учите, блядь, голову ломаете. Ну, не учите тогда, нахуй. Ну, по идее, они не любят учить, нахуй, ну, не учите нахрен. Если, блядь, такие, блядь, другие языки хуёвые, блядь, нахуй. Сидите только в московских болотах. А мы к этому и добьемся, блядь. Загоним вас в эти московские болота. Башкортостанда и Татарстанда явно вот такие, блядь, лерки, пизделки, блядь, будут пиздеть только на нашем языке, блядь. Вы просто присмотритесь, с каким презрением и уверен ненавистью в душе. Вот эта отвратительная тетенька издевается над карельским языком. Это видео весьма поучительно и для моих народов башкир и татар. Если вы, башкиры, плюс-минус 20 лет и татары плюс-минус 30 лет хотите заглянуть в будущее, увидеть, что будут говорить на сценах театров Уфы и Казани, то просто потратьте 1 минуту на это видео. Казалып кеткен урыс иле. Башкортстан һәм Татарстанга азатлык, амин. Ишмурат Хазрат написал это. Вот так вот, дуслар. Поэтому башкорт белән татарга, не знаю, как это вам все доносить, такие вещи. Наверное, когда, блядь, людей унижают, у человека должна быть включаться хотя бы какая-то вот такая, да, самозащита, блядь, от матери, от отца. Типа тебя же унизили. G'arlanu degan narsa yo'qmi sizda? G'arlanu. G'arlanib ketdim deyalar bit endi. G'arlandim men. Shu so'zlarimdan so'ng.
Вроде бы я в правильном ракурсе сейчас его использовал. Гарлянып деген сөзні вроде бы в таком моменте можно говорить. Порой я его перевод даже не знаю, гарлануны. Но бізде көп ішлетілей ол гарландым деген сөз. И поэтому я думаю, каждый башкирт һәм татар гарлянырга тиеш, блядь, когда их чмырят, блядь. Так. Жители, вот почему Башкирии, мы нашу Куштау Байрамны, если кто-нибудь знает, блядь, этому долбоебам скажите, Башкортостан деп yazsınlar, а, блядь. Жители Башкирии предпочитают этномузыку и хип-хоп с элементами народных мотивов. Башкирии. Порой читать неохота, блядь. Если бы сейчас, то есть у меня был бы выбор, Алтынай Валитов. зная, чем это обернется, я бы все равно поступил бы так же. То есть это моя совесть, и то есть в тот момент вот я внутри, в душе чувствовал, что я не могу иначе, поэтому высказался, и вот так все обернулось. Но все равно это ты меня понимаешь, наверное, чужая страна — это чужая страна, и все равно вот очень сильно хочется домой. Аспекты мнений. Вам пример это был. Если здесь еще остались и спасители башкирт или татар, или потом завтра посмотрите запись, кому интересно. Вот этот момент вот. Я не знаю. Хрен знает, я не знаю, блядь. Нас воспитывали, блядь. Если ты встречаешь своего земляка, говоришь на общем языке, на своем. И тут вот этот Кутакбаш, я его ненавижу, вот этого, Руслан Валеев, блядь. Что за чупашило, я не знаю, блядь. У татарма, блядь, башкиртма, уфадан, блядь. Вот этот аспекты, которые, блядь. С этим, блядь, аспекты кто, блядь. Пруфы кто, хуй поймешь. Все одна каша, блядь, или что, пока не дошел до истины. Короче, он взял, или как они, блядь, с Алтынай Валитовым, нахуй, Суляшканляринда. И тут вот он отвечает ему, и они сидят, да. Алтынай Валитов ведь инда бала узе, блядь, нахуй. Какого нахуй мнения у него может быть, блядь? Исходя от этого, он дает интервью другому, блядь, нахуй, тоже, блядь, Башкорстандага Кутакбашка, на русском интервью, блядь, в аспекты. После этого, блядь, как может, блядь, вот этот башкортлар долбиться за свой язык, блядь? Вот этого, блядь, не могу понять таких людей, блядь. У Руслана Габбасова то же самое, блядь. Везде, нахуй, сули только урысталында. Но если вы встретились, пиздите на своем, блядь. Все-таки, наверное, все-таки бумақтануға кірмәсін. Идет, наверное, такое воспитание, блядь, все-таки, блядь, я не знаю, блядь. Бізде өзіңнікін көрсең, сразу өзі бізді тілге переключаться ету. Бүтін жерде мен шуны қолланайым да. Армияда да, и любой жерде, даже в поезде, когда еду, татар или башкиртны ұшыратып қалсам, поезда даже, рахатланып кетейім, өзі бізді тілде сөйлешіп. И тут кто-то написал, ему, бля, коммент. Рассказал бы лучше, как он с очередным инфо-цыганом дурит людей с якобы обучением торговли криптовалютой.
Вот. Я тоже об этом пару раз слышал от него, то, что он занимается криптой, блядь. Ставит на ставки туда-сюда, но в то же время, получается, он вроде топит за Башкортостан. Вот я не могу понять людей, которые занимаются криптой и в то же время пытаются общаться, блядь, и с Русланом, наверное, я не знаю, общается он или нет. Или, ладно, он дружил с этим с этим Алсыновым, допустим. Крипта, нахуй, это то же самое, нахуй, буяма и плюс в то же время окша туда-сюда делать. Это тоже не по-мусульмански. Харамные действия, если уж на то пошло. И получается, если по его комментариям понимать, на самом деле так и есть, блядь. Кто в крипте, нахуй, и который подзывает на обучение и такой всякой хуйне по этой теме, это то же самое, что, блядь, нахуй, наебывание, блядь, своего же тугана. Он же не говорит, блядь, нахуй, давайте, я вам помогу, блядь, Урыслар туда-сюда. Он же общается именно башкорт аудиториясына обращается. Башкортларына, получается, хуйней страдать от трегаулей. В 1000 раз он пусть будет говорить, это халяль и так далее, но в то же время, нахуй, он пытается засунуть это, подобие как дистрибьюция Oriflame, то же самое пирамида МММ, блядь, тоже та же хуйня. Если ты узен в этом хараме, нахуй, будь ты сам в этом хараме, блядь. Чем ты не отличаешься от Моргенштерна, блядь? Моргенштерн тоже такой же хуеплет, блядь. Не лучше, блядь. Жырлыйсың екен, жырла да жүрі нахуй тыныш қана, блядь. Кутақ шайнамастан. Откуда только столько новостей, я хуею, блядь. Столько новостей, пиздец тут, блядь. Ну вот, до этого читал, нет? Россия активизирует вербовку солдат в Африке для участия в СВО, блядь. Ну все, вот, зелененькие человечки с черными мордашками. Вот такая вот тема. И белыми зубами. Куда он это знал? Что за дерьмо? Видос какой-то там. Так. Башкиры, благодаря исламской образовательной системе, были одними из самых грамотных народов Российской империи. До СССР в это время, как при царском правлении, было повальное невежество русского населения. История башкир. Башкиры до революции слуг дьявола, большевиков, коммунистов были одними из самых грамотных народов на территории России. Говорить о дореволюционных башкирах как о темном, невежественном народе, значит исказить подлинную историю. Как, впрочем, и делали в советское время, представляя мусульманский мир Зауралья. Между тем, у мусульманских народов, которым принадлежали башкиры, само видео тихое. Существовали великие традиции просвещения. На территории нашего края известным просветительским центром считался Троицк. Но и в небольшом селении, где была мечеть, был и очаг просвещения и культуры. Там велись философские, политические разговоры и споры, размышляли о национальной поэзии и музыке. На территории Уральского региона существует уникальная традиция исламского образования. Это мектебе и медресе. Мектебе – это низшие школы, и медресе – это высшие духовные семинарии, где осуществлялась подготовка священнослужителей. Поэтому во многом сохранение ислама на протяжении столь долгого периода стало возможным благодаря существованию как раз духовной традиции обучения в исламских учебных заведениях. Каждая мечеть считала своим долгом открыть школу для детей своих прихожан. Это было связано с тем, что функции молы, духовного лидера общины, были достаточно многофункциональны. Он был и судья, и такади, и даже госслужащим он регистрировал акты гражданского состояния, смерти и развода. Также он был преподавателем. Хадис. Мусульманка шейхана билим алу мутлак. Приобретение знаний является обязательным для каждого мусульманина. Примерно такой вот
как говорится, наводка. Итак, однажды в Башкирии. На оперативном совещании правительства РБ главой администрации Максима Забелина проводили министром здравоохранения в Московскую область. Ее глава администрации назначили Азата Бадранова. Вперед и работать, курса молодого бойца у нас нет, сказал Ради Хабиров. Короче говоря, Максима Забелина отправили в Московскую область. Интересно, блядь. А этого Бадранчика он себе прихуярил. Думает, он еще чуть-чуть этот продержится. Пиздец нахуй. В России появится водка Трамповка. Такой бренд петербургская компания уже регистрирует в Роспатенте. Трамповка. Водка будет, оказывается. Путинка была, теперь Трамповка. Или такая Кутакбашевка будет там. И еще как-нибудь там. Клиторки нахуй. Клиторки, узкие клиторки нахуй. Вот такую водку надо еще создать. Чтобы они, блядь, напились и сдохли там же. Твари. В России хотят уволить около 400 тысяч чиновников. Речь идет о цифровизации госслужбы, за счет которой правительство хочет поднять эффективность. Вот такая вот прикол это. Так. В Тбилиси снова протест. Люди перекрыли центральную площадь Тбилиси, расположенную у парламента, несогласные с результатом выборов, перекрыли движение транспорта. Люди несут с собой флаги ЕС и Грузии. Ну, не знаю, да, блядь, до чего докатятся. Национальные автомобильные номера запретят. Изображение российского флага в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным к концу 2024 года. Прикиньте. Башкорт, блин, татарны флаглары не должно будет теперь уже висеть даже на номерах. Я же говорю, скоро, блядь, нахуй, ваши жены станут уже не вашими. И вы сами тоже станете не своими. Понимаете? Скоро бетон жерде тамга будет нахуй. Узкая печать, тап, 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 тап. Везде у вас будет клеймо нахуй. Везде. Башкорт, блин, татарда. Везде. Изображение российского флага в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным к концу 2024 года. Глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн, ну как обычно же, этот Кутакбаш Хинштейн, блядь. Поскольку на номера разрешен лишь один флаг, то эта мера, скорее всего, не позволит разместить также и флаг Национальной Республики. Ранее у автомобилиста была возможность самостоятельно показать дубликат номера без власовского триколора у частной компании. Эта услуга, как правило, стоила дороже, чем печать номера с триколором. Вот и все. Что я могу сказать, нахуй? Так что, нахуй, будете ездить узкожопых номерах, блядь. Ваших не будет.
Ой, блин, столько этого. Нет, здесь такие уже. Вижу, что у этот новостей нету, они тоже подсовывают всякое дерьмо уже. Ерунду какую-то закидывают. Так. Итак, оставшиеся без жилья жителей Белгородской области начали лишать выплат и обвинять в обмане государства. В регионе РФ, где предлагают рекордно продленные за подписание контракта с Минобороны, снимает выплаты с беженцев. В Белгородской области проверили беженцев из приграничья, которые получают компенсацию за аренду жилья, пишет The Moscow Times. Несколько десятков людей снимут выплаты. По мнению местных чиновников, некоторые люди указывали в качестве места проживания непригодные для жилья помещения и офисные здания. Кое-кто сменил место проживания, и оно отличается от указанного в заявлении на получение компенсации. Губернатор Белгородской области Гладков сказал, что людей жалко, но потворствовать хищение он не будет. При этом Белгородская область не жалеет денег на тех, кто хочет подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться убивать украинцев. Они одновременно получают 3 миллиона рублей, 31 тысяч долларов. Это рекордная выплата в РФ, пишет Радио Свобода. Вот такая вот хуйня, туганлар. Поэтому вас сделать убийцами они заплатят нахуй. А тех, которые, блядь, как говорится, на харчах, это, блядь, халявных, им нихуя. Стали известны имена людей, которые могли убить российского пилота Кузьминова в Испании. В своем сюжете SBS News в своем сюжете опубликовал фото подозреваемого в убийстве российского летчика Максима Кузьминова. Помните, который спиздил вертолет, блядь? Который перешел на сторону Украины, перегнав вертолет. Важная история утверждает, что им удалось опознать подозреваемых. Слева на фото, ну, не могу показать уж, на фото 74-летний спецслужбист Сергей Горемыко, который в начале 90-х возглавлял городской отдел Министерства безопасности РФ, бывший КГБ и будущее ФСБ в Братске. Справа 47-летний подполковник полиции, начальник отдела автотехнических экспертиз и исследований экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Иркутской области Василий Горемыко. Сергей и Василий. Отец с сыном, блядь. Нихуя, наверное. По утверждению, что мужчины являются родственником, найти не удалось. Но однофамильцы пока, понятно. Ну, по рожам нихуя не похоже, но всяко может, блядь, им в пластику сделали. Короче, эти две горемыки, хуемыки, нахуй, ебанули, получается, этого, блядь, пилота, блядь. Вот такая вот хуйня, Туолнар. Так что путинская хуйня работает везде, блядь. Путин приказал вернуть под контроль Курскую область РФ до 20 января для инаугурации Трампа. Путин направил на Курское направление 50 тысяч российских, я же говорил, российских северокорейских военных, чтобы выбить украинские подразделения до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Издание со ссылкой на данные британской разведки пишет, что в ближайшие дни Россия усилит атаки дронами камикадзе на украинские позиции. Украинские аналитики говорят, что Кремль, возможно, попытается не просто выбить ВСУ из Курской области, а продвинуться в Сумскую область Украины. Западные дипломаты опасаются, что Путин попытается быстро захватить территорию до инаугурации Трампа, чтобы дать России более сильные позиции на потенциально мирных переговорах. Угу. Даже так, нахуй. Понятно.
Итак. На митинге в Тбилиси напомнили, по какому курсу должен двигаться русский корабль. Тем, кто хочет украсть ваши выборы, тем, кто хочет украсть ваши голоса и вашу свободу, мы повторим слова украинских солдат. Русский военный корабль, иди на... заявил вице-спикер Сената Польши Михал Каминский. На акции в Тбилиси пишет Новости Грузия. Также он заявил, что Грузия будет свободной, Грузия будет в Европе. И позвольте мне сказать в завершении. Миша Саакашвили должен быть свободен, подчеркнул Каминский. Да, Олга, Грузия. Не тормозите. Мы тормозим пока Башкортостан Татарстаном. Вы хоть не тормозите, вы же независимая республика. Какого хрена лезут, блядь, тоже не могу понять, блядь, в Рашку, вот этого не могу понять. Это нужно быть таким долбоебом, нахуй, коммунистами, блядь, внутри них. Последние несколько дней в российских пабликах главной является мысль о том, что цель СВО – это помощь народу Донбасса. Она выполнена. В частности, российские авторитетные паблики пишут, что РФ помогла Донецку, который был окружен украинскими укрепрайонами. Они пишут, что Минские соглашения были крайне неудачны, потому что на окраинах Донецка стояли украинские войска и обстреливали Донецк нещадно. Мы решили этот вопрос, пишут они. А что дальше захватывать, пишут они. Славянск и Краматорск. А какой смысл, если украинцы взорвут их и останутся руины? Мы решили вопросы по Донбассу. Задача СВО на этом закончены. Штурмовать Запорожье и Днепр? Там будет рубка. И так положили столько людей. Из чего я сделаю вывод? Русские с удовольствием закончили бы горячую фазу войны на этом плане Трампа, и Путин продал бы своему тупому народу победу. Вот такая вот хуйня. Это слова... из сайта, короче. Президент Южной Кореи возобновил занятия гольфом, чтобы расположить себе Трампа. По данным журналиста, президент Южной Кореи Юн Сок Эль впервые за 8 лет достал свои клюшки для гольфа, готовясь к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Трамп, как известно, любит этот вид спорта и владеет гольф-комплексами во Флориде, Нью-Джерси, Вирджинии и других местах. Для законодателей, бизнесменов и иногда мировых лидеров выход на поле стал важным способом сблизиться с ним. На прошлой неделе Юн Сок Эль сообщил журналистам, что около 10 минут беседовал по телефону с Трампом после его победы на выборах, и что они договорились, что вскоре им следует встретиться лично. Ну, надеюсь, что-то будет нахуй. Надеюсь. Ну, мат уснул, что ли? Спит, наверное, они. У них 4 часа разницы. В Киеве и области тревога была. Ну да. Получается, вот так они хапнули, короче, по карте, если смотреть. Блять, скину-ка себе. Короче, Луганск. Кто, если карту не знает Украины, Луганск. Потом Донецк ниже. Выше Харьковская область. И чуть выше Сумская область. Вот минем туганларым из этой Сумской и Харьковских областей. Вот они, как там они живут, и сейчас я не могу понять даже, блядь, пиздец там нахуй. Ну, мать моей тети, получается, там живет еще, сестренка моей тети живет, и, само собой, родственники. Я просто охуеваю, просто, как они там живут, я херею. Вот так вот. После этого, получается, вот эти 4
области, они все какие-то красные, розовые, вот такие, короче. Ну, они взятые, наверное, получается, что ли, или как-то, блядь, там давление идет, или война идет, хуёво, блядь. Короче говоря, вот эти места, блядь, красные почему-то в этой карте. Тревога, короче. Там тревога, поэтому, блядь, поэтому. В Киеве тоже тревога. И, само собой, красная там стоит автономия Республика Крым. Вот Шундыхаль, Тугалар. Поэтому мы этот кровь из нос должны подняться, Башкортостан, блин, Татарстан, и, получается, начать действовать. Так не пойдет. В ближайшие дни оккупанты могут пойти на наступление на юге Украины. Наступление может начаться в ближайшем будущем. Мы даже не говорим о неделях. Мы ожидаем, что это произойдет в любой день. Цитирует Ретурс, спикер сил обороны Юга Владислава Волошина. По его словам, разведка установила, что российские войска планируют использовать бронетехнику и значительное количество беспилотников. Они готовят как бронетанковые группы, так и легкие транспортные средства, баги, мотоциклы для проведения этих штурмовых операций, добавил он. Россия уже провела предварительную разведку и усилила авиаудары на юге примерно на 30-40% за последние 2-3 недели, используя бомбардировщики и неуправляемые авиационные ракеты, отметил Волошин. Поэтому я и хочу, блядь, я порой иногда, блядь, такие вещи читать, аж мне херово становится. Латиф салям. Потому что, так скажем, военные вот эти действия, блядь, они такие, честно говоря, нахуй. Печальная штука, поэтому, читая это, я еще раз призываю башкорт, блядь, татарна поднять, наконец-то, уже свои головы, блядь, против русских, блядь, против Москвы полностью, потому что вот эта тема уничтожения, получается, да, ведь людей, уничтожение людей идет, блядь, с двух сторон, блядь. Украинцев и наши люди умирают. А мы сидим, смотрим, блядь. Думаете, блядь, это классно сидеть, смотреть, блядь? Ковровые бомбардировки и доброе слово пастора. Тамар о том, смогут ли россияне измениться, как в свое время немцы, евреи и японцы. Григорий Тамар. Я бы хотел, чтобы Россия стала государством с демократическим режимом правления, демилитаризированным, которое бы строило свою внешнюю политику на основе принципа добрососедства. Ему отвечает, они так генетически не умеют. Мне тоже казалось в начале 90-х, все, демократия, Россия с человеческим лицом. Немцы же изменились, не было более воинственной нации в Европе, чем немцы, но ковровые бомбардировки и добрые слова пастора в совокупности, и план маршала, как вишенка на торте. Люди меняются. Возьмите евреев 2-3 тысячи лет назад. Мы были воинственным народом, который вел войны, поднимал восстание против Римской империи. Потом были столетия изгнания, и мы превратились в нацию коммерсантов, ученых, врачей и ремесленников. Прошли годы, и мы опять превратились в нацию воинов. Интервью с офицером запаса Цахал Тамаром, оказывается. Вот. Исходя от этого, понимаем, блядь, здесь получается нахрен Украина тесно советуется с евреями. Вот тесно советуется с евреями. Это, как говорится, для Башкортостана с Татарстаном тоже звоночек. Поэтому, как говорится, дружба нам с евреями этими нахуй не нужны. Нахуй.
Поэтому мы должны будем строить чисто такие прямолинейные отношения, только можем, с украинцами, но не затрагивая в этом общении евреев. А то мы точно поссоримся. Потому что евреи, нахуй, не в нашей компетенции, блядь. Евреи нахуй пусть катятся в ебенях куда-нибудь, нахуй. Откуда они пришли, оттуда пиздуют, нахуй. Где их, нахуй, Моисей, блядь, нашел, блядь, там и пусть, нахуй, и живут, блядь. Где их, нахуй, он водил туда-сюда, блядь, по пустыне. Вот там пусть ищут, нахуй, свою пустыню, блядь. Поэтому Башкортостан и Татарстанда никакого, нахуй, еврея, нахуй, узкожопого, нахуй, и вот этой всей масти, нахуй, не должно быть. Ни одной, нахуй. Потому что и евреи пидорасы, и узкожопые такие же пидорасы. Они, блядь, два брата-акробата, нахуй. Нам нахуй они не нужны. Шундыхаль. Так. Русские не могут отличить население своей империи от населения других стран, поэтому создают методички о внешнем виде представителей разных народов. Наверняка и за тем, чтобы не стрелять в граждан РФ. Если северокорейские солдаты передумают воевать за Россию и разбегутся, рискнув жизнями своих родственников, находящихся в заложниках у КНДРовского вождя, хотя не исключено, что представители различных экстремистских русских сообществ и им симпатизирующее русское население могли бы использовать подобный побег северокорейцев как предлог к охоте на представителей коренных народов с целью еще больше их запугать. Даже если побег будет вымышленным, затем объявить, что ошибочно приняли местных за корейцев. Два комментария. Прямо как ориентировка от ментов времен СССР. Годы идут, а тюрьма народов не меняется. Русские тупые, и многие россияне тоже отупели с ними. Получается, здесь идет фильм 6-секундный, нахуй. Ориентировки, нахуй. Бурят, якут, блядь. Различать своих. Кореец, якут, бурят, тувинец. Листовки, прикиньте, нахуй. Нарисованные, блядь. Бурят какой, тувинец, якут, кореец. Там их хуй отличишь, блядь, и этих четверых, блядь. Вот ебанутые, сука, блядь. Пиздец, нахуй. Порой мы сами не можем, порой, блядь, башкирта с татаром или узбеком отличить, блядь. А тут, нахуй, они пытаются, эти узкожопые, не зная, блядь, свой, точнее, наши языки, они пытаются их, блядь, по фейсу, нахуй, отличать, блядь. Ну, тупорылось, блядь. Я хуею, нахуй, я хуею, блядь. Отличие людей, блядь, нахуй, не только с виду же, блядь, говорится, а о его языке и так далее, блядь. Допустим, я сидел с одним, блядь, узбеком, который знал, блядь, турецкий лучше, чем сам турк, нахуй. И он говорит, блядь, где-то, блядь, да хуя времени, нахуй, наебывал норвежцев, блядь, нахуй, что он турк, блядь. Заебал, говорит, их, нахуй. И притом, потом его в то время, когда он сидел, выпустили, что ли, или что-то такое. Он переспорил со всеми и вызывал, блядь, переводчика турка, нахуй. И турк, который переводил ему, он даже сам охуевал, что он говорит чисто, блядь, на турецком, этот узбек, блядь. Это из Ферганы он вроде бы, блядь, оттуда, ферганский. Короче говоря, он ебал их по полной программе до тех пор, пока они его вроде бы, как я понял, выпустили. Потом выпустили, он потом по второй ходке попал и уже на депортацию. И вот мы в депортационке и встретились с ним. И в этот момент, нахуй, он вот эту тему и рассказал. И на самом деле он на турецком говорил пиздец, нахуй. Он мой переводчик был с турками, нахуй. Я ему, нахуй, на узбекском, он мне на турецком переводил. Это их переводил на турецком. Короче говоря, этот чувак, этот, вот, выглядел тоже, блядь, хуй поймешь, не поймешь, турк он, блядь, или узбек. Но мы только могли бы, может, ощутить его, если он бы говорил бы как-то, блин,
и мы поймали бы его на акценте. Но с виду ты его, хуй ты скажешь, что он, блядь, этот узбек или там казах. Он реально, можно было бы сказать, и турком его назвать, блин. Вот так вот, понимаете? Поэтому ориентировки, нахуй, нарисованные, давать, блядь, этим тупорылым узкожопым, нахуй, картинку, нахуй, Репина, блядь, они не отличат, нахуй, нихуя, блядь. Если они уёбки, нахуй, не знают даже, где это Башкирия, блядь, как они говорят, когда говоришь, где это Башкортостан, москвичам, а они говорят, а где это, нахуй? Откуда они будут знать, нахуй, бурятов, якутов и так далее, блядь, отличать, нахуй, от кыргызов? Не то, что, блядь, от корейцев, блядь. Вот так вот. А тут в картинке только 4 нации. Кореец, якут, бурят и тувинец, блядь. 4, блядь, нации. Они должны отличить, блядь. Идиотизм. О, блядь. В сети появилась, нахуй, платформа России будущего. Форум Юлии Навальной, нахуй. Это пидораски, нахуй. 8-10 ноября 2024 года. Посмотрим, что за нахуй у нее появилось, получается, создали быстренько ей, нахуй, платформу, нахуй, Россия будущего. Это типа круги такие, блядь, если кто не видел, синие такие. Подобие, блядь, я такой знак, блядь, видел раньше, блядь. Вот такой знак, примерно, я сейчас скину себе в группу эту новость, примерно когда время, когда, если помните, раньше было время, может сейчас тоже так, когда оно начинается, такие круги такие, типа, ну, не спутать это, как Сатурн, Венера, какие-то круги типа, да, но только это такие круги, как будто часы, и они как бы недорисованные. Допустим, раз и кружок и недорисован, где-то остановился в 75%. Потом второй круг, третий круг. И вот они сделали такие кружки, блядь, ебаные нахуй. Ихние, блядь, вот это, как бы, знак такой, типа круговые какие-то шаманские движения, блядь. И вот этот хуйню они, получается, выдвинули. Источники финансирования. Сокращение военных расходов, снижение коррупционного налога, сокращение госаппарата, нефтегазовые доходы. О, 4 пункт — нефтегазовые доходы. Охуительно, да? Значит, эта русня хочет все-таки нашу нефть, блядь, понимаете? И это ясное дело. Налоги на богатство и наследство, возвращение на финансовые рынки, доходы от продажи госактивов, возвращение человеческого капитала, рост внешней торговли. Это остальная хуйня. В сети, давайте вот это почитаю, потом комменты. В сети появилось фото с платформы России будущего этой навальнистки. В данной программе, которую Навальный продвигает как основную, нет ни слова о каком-либо новом федеральном договоре, на который очень надеются неофедералисты, выступающие против выхода из состава РФ и обещающие, что с Москвой можно договориться. Ни слова о пересмотре российской политики в отношении коренных народов, ни слова о возврате захваченных украинских территорий. Вся вина за любое российское преступление возлагается исключительно на Путина, а не на систему российского государства в принципе. Таким образом, Навальную абсолютно устраивает нападение России на Чеченскую республику, Ичкерия и на Молдову, например, ведь эти войны начаты еще до Путина. Основной источник финансирования России, согласно программе Навальной, это нефтегазовый сектор. Как известно, в Московской области нет нефтегазовых месторождений, а лишь в незначительном как известно, в Московской области нет нефтегазовых месторождений. Они у нас нахуй нефть будут покупать еще нахуй. Охуеют нахуй. А лишь в незначительном количестве, торфяники, наверное, присутствует бурый уголь и торф. Точно, блядь, нахуй. И торф, блядь. Вот торф. Я же говорю, кизиками нахуй будете топить свои нахуй высотки, блядь, Москва-Сити. Представляю нахуй, как это навальнистка нахуй говорит, занеси-ка нахуй пару кизиков нахуй, затопить нахуй. Мерзну что-то на 105 этаже, блядь, нахуй. Ну мы-то его взорвем рано или поздно. Вообще говорю, представил нахуй.
И вот они заносят ей уголь нахуй, вот госпожа нахуй, Навальнистка нахуй, вот вам уголь и торф нахуй, и пару кизиков для растопки нахуй, из говна нахуй, и из лаптей, блядь. По сути, это предложение ничего не менять, кроме самой верхушки власти. Якобы во всем остальном и так дело вполне хорошо. Не важно, что колониальное владение Москвы влачат жалкое существование, пока сама Москва процветает за счет продажи их природных ресурсов. Само собой, туганлар, мы 1000 раз уже об этом говорили, блядь. Эти навальнята, кацы, блядь. Кстати, я где-то услышал, блядь, кац какой-то, блядь, хуем стал, блядь, в Израиле, блядь, что-то, блядь. Кем-то его сделали в Кацам, блядь. Каца сделали в Израиле кем-то. Если кто информацию это знает, напишите потом. Надо найти, блядь. Где-то увидел, так и проебал. Надо поискать. Каца сделали каким-то хуем, блядь, в Израиле, блядь. Этот, блядь, в Израиле хуй теперь хочет еще, блядь, в России что-то хотеть, да? В Израиле он стал кем-то, блядь, этот ублюдок, нахуй. То ли военным депутатом, то ли что-то такое, блядь. Идея какая, что будем делать? Идея ебать Москву и точка. Только так. Вот такая идея. Итак, 12 комментов оттуда прилетело. Посмотрим. Русские либералы поднимают только язык, силы уважают право сильных украинцев, наплевав на права малых народов. Не верь русскому либералу. Житель Алтая написал какой-то. Команда Навального. Нет доступа. Команда Навального, сайт, оказывается, есть. И там 183,4 подписчика. 183 тысячи подписчиков там у этой пидораски. А безде, башкортларда, татарларда, вы даже своему Руслану Габбасову или этому ебаному Кашапову даже подписаться не можете. 183 тысячи, блядь. 183 тысячи у Навальнят, нахуй. А вы даже не можете, блядь, эти 183 тысячи подписаться вот вашим, так скажем, борцам. Меня за этот стикер на канале Навального забанили, так что вряд ли они нам союзники. Понимаете? Он стикер этот отправил, русские либералы понимают только язык силы. Вот за это. Короче говоря, нам с ними не по пути, само собой. Поэтому башкорт, блин, татар, башыңны эшлет. С кем ты будешь, нахуй, завтра, как говорится, делить свою, как говорится, половину кровати, блядь. Не с этими же узкожопами, которые, блядь, нас всех хотят, как говорится, грубо говоря, под себя замять. Особенно вот такие породистые, нахуй, навальнисты, или там, блядь, кацы, эти ходорковские и всякая вот эта шушера, блядь. ФБК, блядь. И в этой хуйне люди сидят. Прикиньте, у навальнистов еще сидят, оказывается, вот эти люди. На меня вообще пожаловались за то, что я написал там Крым украинский. Пиздец, блядь. Она не политик, просто пиар-ход. Само собой, нахуй. Эту суку ведет, блядь, подобие, нахуй, как кто-то же мне писал, ебал ее, Чичеваркин, блядь. Ведет ее, блядь, Чичеваркины, Ходорковские. Это просто пушка, нахуй, которую надо, блядь, лицо и обналичить, понимаете? Лицо нужно обналичивать, а для этого сзади есть пушки, нахуй, которые толкают ее, нахуй. А это просто пешка, нахуй, которая будет исполнять их прихоти, нахуй. Потому что, как говорится, кто ебет и кормит, нахуй. Не забывайте, она же не просто так живет здесь, да, ей никто бабки не дает. Вот так вот. Они вообще о крымских татарах и речи не хотят слышать. Куда уж там стикер. Ей еще продолжают премии давать. За что? За то, что вдова Навального, европейский политик, нифига не разбирается ни в истории РФ, ни в нацистах. Людям, блядь, вроде бы только вот в этих каналах доходит, блядь. Но мен башкорт, блядь, татарга вдалбливаю уже сколько, блядь, что нам самим надо, блядь, брать в руки оружие и идти на Москву, блядь. Нам нахуй не нужны, нахуй, помощники отсюда, оттуда, блядь, нахуй. Без үзбезге помощник. Забыли навальнистских грызунов упомянуть.
Сейчас ФБК это конторка по крышеванию беглых проворовавшихся банкиров на Западе. Скандал с управленцами пробизнесбанка Железняком и Леонтьева о многом говорит. Почему-то в этом телеграм-канале этой темы не уделялось достаточно внимания, если я не пропустил чего-то. ФБК, как движение, борющее за власть в России, выступает за российские власти и за Россию в ее настоящем виде, а ее деятельность не является политически оппозиционной путинскому режиму. Принятие цели сохранения России неизбежно делает сегодня любую идеологию идеологией путинского режима. Кто-то написал. Кому нужны, уж не буду комментаторов озвучивать здесь, кому нужны эти либералы? Они как были кучкой политических импотентов и слабаков, таковой и остались. Поэтому вот чтобы нас не называли тоже импотентами, башкортларна, татарларна, нам нужно вставать, я думаю, блядь. Кутакны тұрғызып сігірге керек уже, в конце концов, урысларна. Вот этот чувак какой-то еще. Ну куда она прется? Это уже будет трагедия. Она же когда-нибудь поймет, что ничего из себя не представляет, что ничего людям предложить не может, что села не в тот поезд, причем за рычаги управления, и тупо ехала не в ту сторону. Кто-то же с дуру пойдет за ней следом, за ее идеей будет чем-то жертвовать, что-то отдавать, тратить часть жизни, а следствие пустой идеи в итоге к чему приведет? Что в конце? Пшик. Вот такие комментарии прозвучали, как говорится, на это ебаное нахуй ихний, блядь, мир. Итак, внутри давайте почитаем и этот еешнее, блядь, высказывание нахуй из какой-то этой. О, это пидораска даже в этом есть, в каком-то типа Инстаграм, и не Инстаграм, еще есть же, где фотки свои выкладываешь, блядь, как хуйня вот эта, оттуда, я как понял, это сучка. Путин с каждым днем все больше загоняет нашу страну в тупик. На фронте ежедневно гибнут сотни людей. Россияне ежедневно становятся беднее и уязвимее. Да, а украинцы, оказывается, тут, получается, добавлю, не гибнут, да? Башкортлар и татарлар не гибнут здесь, да, ведь получается, только гибнут россияне. Я постоянно думаю, как нам это исправить, когда появится шанс. Конечно, я знаю, что простого ответа нет. Именно поэтому я решила начать этот большой разговор. Сука. Большой разговор у нее. Собрать ключевых российских ученых, политиков, лидеров общественного мнения и попросить их сформировать образ будущего, к которому мы должны стремиться. У нее даже мозгов нету, блядь, у себя в голове, как это будет звучать, оказывается, в ее ебучем Юлия Навальнском головушке, нахуй, блядь, нахуй, точнее, блядь, в ихнем клиторе, нахуй, как это будет звучать, блядь, она даже не знает, блядь, и ищет, блядь, как говорится, каких-то людей, которые посоветуют ей, нахуй, как быть, нахуй. В течение 3 дней мы интенсивно обсуждали их введение и предложения по нормализации российской экономики, судебной системы, образования, по устранению социальной несправедливости и общественного раскола, к которым привел нас Путин. Блять, охуенно, блять, о чем они говорят, оказывается. И она эшенде, только есть узкий мир. Только узкие там рулят, понимаете? Там нету ни башкорта, ни чеченца, ни татара, ни якута, никого там нету. Узкожопые пытаются рулить своими, так скажем, в кавычках, землями и ихним народом, который проживает на этих землях. Они просто властелины, нахуй, нашей земли, оказывается. А мы никто, блядь. Мы никто, нахуй, по ихнему мнению, блядь. Дурак даже это если прочитает, который знает русский язык, он поймет здесь, в чем причина, блядь. Ну, блядь, это, блядь, просто, блядь, нахуй дойти должно. Оно просто, блядь, даже малышу, нахуй, с 1 класса, наверное, дойдет, что здесь что-то не то, блядь. Очень горжусь, что нам с командой удалось организовать такое важное и правильное мероприятие. В эти выходные мы провели большой политический форум с участием главных российских экспертов. У нас была конкретная цель понять, как именно должна выглядеть Россия будущего. Нам ихние, блядь, нахуй, понятки и вот эти, блядь, вот здесь вот эти пидорасы всякие, какие-то, блядь, молодняк, так скажем, ихний, нахуй, фоткается, блядь, и всяко там есть, сейчас посмотрим. Ну да, Яшкин Кут, нахуй, Яшкин Кут там сидит, блядь. Этот Яшкин Кут, нахуй, явно, блядь, не сидит уж, стоит, блядь, они тут сфоткались, нахуй. И вот этот именно знак, вот этот голубой знак, блядь, этих пидорасов,
прям, ну, понятно, блядь, все такие, те люди тут, нахуй, тут, блядь, усатый такой, хуевый кат, что ли, это, нахуй, усатый, ну, не может быть, бородатый какой-то еще, блядь, тут. Ну, короче говоря, можете потом посмотреть это все дерьмо, даже я скидывать себе, нахуй, не хочу это дерьмо, нахуй. Там, Лига свободных наций, можете посмотреть это дерьмо. 8-10 ноября у них было, оказывается. А, кстати, вчера, блядь, нихуя. А тут-то думаю, нахуй, блядь. Дождь пошел, блядь. Вот оно что было. Так. В Телеграм снова заблокировали канал «Бурятская община». О, Телеграм блокирует, нахуй, канал «Бурятская община». Понимаете? Получается, если Телеграм блокирует бурятскую общину, туганларом, Башкортостан, Хан Татарстан, если вы вдруг решите создать такую общину, создавайте их как-то по-другому, нахуй. Называйтесь по-другому, блядь, чтобы вас, блядь, быстро не вычислили. И в этот момент вы набрали много людей и в то же время подняли, как говорится, другие еще каналы подобие этого. Чтобы, ну, не называть, нахуй, себя с этими общинами, нахуй, с узкожопами, нахуй, а называйте как-то башкорт хан татар тілінде что-нибудь на своем, блядь, называйтесь, и будет нормально. И вас долго не найдут еще они. Так, дальше. Данный пародийный канал копировал тексты из русских шовинистических каналов вроде «Русская община Иркутск» и просто менял местами слова «русские» на «буряты». Таким образом, редакторы канала рассказывали о восстановлении бурятских империй, бурятофобии, борьбе с засилием русских иммигрантов, о том, что в школах русские вытесняют бурятских детей из классов. Идея хорошая, блядь, кстати, блядь. Но мат, имея в виду. И скоро там не останется ни одного бурята и т.д. и т.п. В общем, все, что русские из русской общины пишут о других народах. Но это конкретно, конечно, надо быть бездельником, нахуй, это хуйней страдать, конечно. Но кому интересно, можете начать такую тему. Как бы, идея хорошая. Я постоянно говорил, блядь, давайте споем, блядь, что мин башкорт, мин татар, мин урыстугаль. Ну давайте уж кто-нибудь напишет эту песню нормально, напишите песню, что я башкорт, я татар, я не русский, это узкий, блядь. Примерно вот что-нибудь напишите, только татар тілінде что-нибудь напишите песню, 5-10 минутную песню напишите. Помимо пародирования, канал рассказывал о различных жизненных ситуациях, наблюдаемых между русскими и коренными народами. Само собой, бурятов, нахуй, всегда называли узкоглазыми, блядь, в Москве и вообще, блядь, и в армии, блядь. Поэтому буряты, якуты и тувинцы постоянно сидели, блядь, я, как всегда говорю, в дисбате, блядь, в армии. Потому что они их накаляли, другие, наверное, они давали пизды всем, нахуй, там, и в дисбат, блядь. Вот так вот. С самого момента появления этого канала различные русские организации начали массово и скоординированно жаловаться на него в техподдержку, обвиняя в разжигании межнациональной розни, русофобии и пропаганде нацизма. Поэтому, туганлар, если меня вдруг еще раз бабахнут, нахуй, я официально заявляю, ненавижу узкожопых, ненавижу вас, твари, блядь. Я другие каналы тағын ашып қойдым и появлюсь там. Так что, Аллах верса, главное, чтобы мы были все живы, чтобы, как говорится, пока вести хотя бы такие факты. И теперь почитаем на него 14 комментариев на эту тему. Эффект Даннинга-Крюгера налицо. Идиоты не понимают, что они идиоты, потому что они идиоты. Ничего мы русским не объясним. Они давно все наши доводы знают. Но плевать на них хотели. Только разрыв, только свой путь, только независимость. Пишет один из комментаторов. Я 1000 раз прям, мои слова, блядь, прям, я его прям, свои слова прочитал в нем. Поэтому нам только разрыв. Башкортостанна, Татарстанга только разрыв принесет нам благо и, как говорится, свои мысли, как говорится, осуществлять мы там будем только, без узкого мира. Кто-то пишет какую-то хуйню. На зеркало нечего пенять. Кто хотел и мог понять, те уже поняли.
Вот поэтому русскому миру и конец, потому что вы трусы и лицемеры. Русский мир боится сказать открыто: да, мы шовинисты, имперцы, и хотим, чтобы вас не было. Вы наступали в ту же яму, которую копали для других. Туда вам и дорога. Так и запомним. Бурятская община. Канал заблокировали, и чат из 150 подписчиков тоже. Этот канал я сделал как резерв, поэтому здесь есть... Ну-ка, резерв, зайдем-ка. Точно, вот, поэтому имейте резерв всегда. Здесь 15 человек. Тут будут поститься актуальные ссылки приглашения. Понятно. Ну, надо запас открывать и открывать нахуй. Натуре у него, блядь, у него даже знак их не все, блядь, только бурятская община, блядь. Ну да, бурятская община — это реально монгольский флаг, блядь, почти что, блядь. Одинаковый флаг Монголии, блядь, я вижу. Монгольский флаг, блядь, нихуя себе, почти что такой же флаг у монголов. Синие, красные, бордовые и синие. Может, надо и русскую общину также скоординированно блокировать. Само собой. Блокируйте, блядь. Спамьте, блядь. Меня же спамят, нахуй. Страйков кидайте туда. Counter-Strike, нахуй, сделайте им, блядь. Для этого придется весь русский государственный аппарат заблокировать, потому что они их крышуют. А для этого, чтобы заблокировать полностью узкий мир, нахуй, я вам 1000 раз уже говорил, блядь, идем на Москву и блокировать, нахуй, ихние крыши все, блядь. Все крыши заебенем, нахуй. И никто уже в телеге, нахуй, рулить никогда не будет, нахуй. Давайте жаловаться на распространение их движения. Скидывайте ссылки на сообщения с ссылками на каналы других регионов, где они распространяют свою идеологию. Русская община ЗОВ. Русская община ЗОВ. Тверская область. Абхазия, Адыгея, Алма-Ата. Алма-Ата, блядь! Ха, я хуею, блядь! Русская община Алма-Ата, блядь! Я хуею, нахуй, блядь! Казахи, вы что смотрите? Казахлар, блядь! Тезгіні Алматаға барып күтлерін сігіп келгізелі, нахуй! Чё за нахуй? В ТикТоке сидите по 1 миллион человек, блядь! Алма-Ата! Сейчас скидываю вот эту хуйню себе в телегу. У меня телега граница Хорватии. Вот я эту ссылку. Найдите эту Алмату, забаньте, вас же много. Сделайте уж это хотя бы дело красиво. А башкортлар, татарлар на это не способны. Казах много, и заебеньте этот Алмату, блядь. Ну-ка дайте-ка зайду туда. Нихуя натуре, блядь. Русская община Алма-Ата, блядь. Вступить в группу. Ха-ха, сука, я хуею, блядь. Я пиздец, я хуею. Так, ладно. Тверская, Тольятти, Томск, блядь. Вот ссылки на их сетку. Только надо на английском вроде бы. Дуров, чтоб тебя в очко француза отдолбили. Блядь, Дуров, блядь. Понятно. И тут вот кто-то на английском. I reported that these channels, блядь, are support terrorist ideas that Russian people only deserve living. Вот примерно эту надпись надо, оказывается, ебашить туда. Я не уверен, что организаторы урусы. Исполнители, да, но авторы проекта сомневаюсь. Какой-то чувак написал, что организаторы урусы. Исполнители, да, но авторы проекта сомневаюсь. Разницы нету хоть кто. Если мы пока не можем в руки взять автоматы, значит надо ебашиться с ними также. Троллить нахуй их всех. С этими троллями нужно быть троллями нахуй. Другого варианта нету. Так. Короче, Сагат Умбер, туганлар. У вас уже 3 часа ночи, Башкортостана. Наверное, будем прощаться. Буду закрывать, потому что у меня в одной уже, блядь, 10% осталось. Уже не хочу, блядь, заряжать, то делать. Короче, будем завязывать, потому что тут новостей не кончится нахуй вообще, блядь, никогда. Шунарга нарсекай. Курышканча? Да. Будем
Пообращаться. Нету у нас понты, это все. Проверяли уже. На адрес ездили. А. Окей. Кому-то что-то говорил? Да я говорил, вот насчет Алматы, короче, русская община. Я закинул сейчас себе в группу, еще там оттуда это прошманаете, короче, страйков понакидаете. Я сообщу это казахстанцам в в этот ТикТоке тоже скажу, чтобы, если она есть вообще, чтобы они кинули туда гопкой, блин, страйков и ёбнули этот группу Алма-Ата. Если какой-то дурак его таким образом провокационно, если даже открыл его, надо туда залезть, посмотреть, если есть вообще наши братья хакеры, ебашьте, хотя бы займитесь этим, блин. Если вы реально шарите в компьютерах и хакеры, говорю всем, башкир, татар, казах, узбек, всем, ебаните эти, блядь, все русские общинные, блядь, группы, ебаните их нахуй телеги. Разъебите, вы же гении нахуй наши. Сделайте так, чтобы исчезли эти группы нахуй. Заебеньте нахуй, киньте туда всех, блядь, лягушек, анаконд нахуй, чтоб он взорвался, эти группы полностью. Чтоб они заебались открывать эти группы заново и заново. Ебашьте постоянно. А наши группы, наоборот, это надо распространять, блядь, чтобы наши они, суки, не банили. Мне-то пофиг, я новые могу открыть. Я уже пооткрывал новые. Это не проблема, оказывается. Просто людей туда набрать, вот это геморрой будет, блядь. Людей хрен найдешь там. Людей обратно вызвать будет тяжело. Кстати, Ника, оставь Номаду свой ТикТок. Или ты запиши мой, Ника. Там, если себя даже не хочешь показывать, открой другой ТикТок. Зайди в мой ТикТок. Там тоже порой надо там держать этот, так скажем, такую атмосферу порой. Может быть, иногда тоже. В ТикТок тоже подпишись, если что. И может через тебя придут еще какие-то люди в ТикТок, понимаешь, там. У меня 8000 набрал людей, еще мне надо 2000, чтобы войти на на монетизацию, блин. Ну, не хватает 2000 людей, короче. Так что Башкортостан, Татарстан, жду, вы тоже подписывайтесь в ТикТок у меня. У меня он легко называется, Башкортостан Олга называется. И все. А другой, второй тоже запасной открыл, Башкортостан Отла Олга. Туда тоже можете подписаться, я туда как раз людей не могу набрать. Надо добивать его тоже. Башкортостан Алга. Вот как и тот сайт первый, которым в Ютубе идет справа. Этот чуть по-другому же. А это тоже так же называется вообще-то. Башкортостан 2024 и Башкортостан Алга. Алга. Да легко у меня все запоминаемо. Везде, где Башкортостан увидите, это все мое, короче, грубо говоря. Везде я натыкал нахуй сайтов всяких. Башкортостан Алга, Атла, Башкортостан Уфа, Башкортостан 2024, вот это все. Все это мои каналы. Просто во многих я не торчу, потому что там нет людей, блин. Никто не подписывается. Поэтому я иногда что-то сую туда и все. А так вот Башкортостан Алга, это ТикТок самый главный. Вот там у меня так сидят очень много людей, да. А кто тебе через тебя придет? Никто ни с кем не общаешься, что ли? Не, с Украины, может, кто-то придет, понимаешь? Там пару человек есть тоже с Украины, которые лайки мне ставят там в эфире, когда я сижу. Ну, я думаю, с Украины, если даже кто-нибудь придет, это уже тоже хорошо, потому что у украинской аудитории очень много аудитории, очень много, блин, особенно за рубежом. Поэтому как бы чисто, чтобы оно, блин, в эфир вышло. Кстати, да, сегодня такая новость еще. В Башкортостане, прикиньте, мои знакомые увидели мой ТикТок, блин. Прикиньте, я охуел сам. Сенсация. Так что в Башкортостане
Наверное, как он увидел его, не знаю. Короче говоря, наверное, после того, как я начал подписываться на подписчиков из Башкортостана. Их до хрена там оказывается. Но они все как херней страдают там. Музыку слушают. Ха-ха, хихи у них, блядь. Веселая жизнь у них. Нет у них в голове ни политики, ни хуя. Им похуй, что там творится на улице. Им до пизды. Поэтому, призывая башкорт-татарларны, которые сидят, молодняк из ТикТоке, распространяйте мои каналы везде, хотя бы шунды такой, ну, никчемной такой помощью, да, помогайте хотя бы такая, блядь, не бей лежачего, да, просто взять и репостнуть и все, чтобы шло оно там, туда, вглубь, блин, Башкортостанга, Татарстанга. И так, таким образом, наверное, у меня начали видеть там этот ТикТок. Получается, мой знакомый увидел меня. Ты, говорит, пиздец там, говорит, каждый день какой-то этот, грузишь, говорит, блядь, охуел, говорит, смотреть. Постоянно, говорит, на улице ходишь. Вот он рассказывает по моим видосам, наверное. И вот человек смотрит, получается, мои видосы в Башкортостане. И это уже интересно, потому что я же всегда только думал, YouTube смотрят, а и вот начали TikTok смотреть тоже. Значит, он продвинулся у меня на какие-то рамки, перешел, блядь, что он вошел в Башкортостан. На какой-то уровень, наверное, перешел он, блядь. Да, я о ТикТоке, да, о ТикТоке. Да, ТикТок у меня, короче, увидели в Башкортостане, Ника, прикинь. Я охуел Сегодня мне этот чувак сказал, блядь, говорит, ну, чувак-то свой, блядь, он не стуканет. Ну, а так, блядь, порой иногда, блядь, страшно, когда свои начинают смотреть, блядь. Стукануть могут, нахуй. Туда могут стукануть, блядь. Вот такая тема, блядь. Порой иногда боюсь даже от своих, кто меня узнает по голосу, блядь. Такие же были пару человек, я же говорил вам, там, с Москвы, там, с Узбекистана узнали, блядь. Ну, пару людей я блоканул, потому что они больно пиздеть начали в комментариях, нахуй. И пришлось мне их блокануть, потому что, ну, они рамки переходят, блядь. Обналичивают, так скажем, меня, блядь, на прямом эфире, долбоёбы, блядь. Вот так вот, поэтому такие знакомые тоже нахрен мне не нужны, блин. Ну, по голосу узнают, блядь. Вот это меня аж насторожило меня, блин. Шонды башкортсалям. Алла тағала басымығызға амандық берсін. Амин, рахмат. Рахмат Қазақстанға, бек зор рахмат. Бауырым, сен бар ғой, еліне айтып қой. Азақтың көбісінде әйелдері, аналары, әжелері, башқұрт пен татар елінен шыққан қыздары ертен берге көтерілеміз. Біз бар ғой, шетте қалмаймыз. Иншаллах, шулай была. Этот Казахстанға да Аллах Таалам ярдам берсін, чтобы избавиться от всяких манкуртов, потому что и в Узбекистане, и в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане сидят наши, как говорится, люди, которые управляются Москвой, и для нас это, как говорится, огромная проблема. Проблема о том, что наших они потом сажают в тюрьмы, за бороду, там, за хиджаб и так далее, блядь, за квадроберы, нахуй, за всякую херню, блядь. Получается, копирка, блядь, Москвы там работает, блядь, на ура. Так скажем, блядь, ученики лучше учителя. Учитель это Москва, а эти ученики. И поэтому жесткость, блядь, двухкратная, блядь, если не десятикратная. Поэтому мы должны тоже беспокоиться о том, что в Азии также проблема, как говорится, идет, как и у нас, одинаковая. Поэтому, повторяясь, башкортларга, хам-татарларга, когда вы делаете какие-то поступки нашим братьям из Азии, там, Казахстану, Узбекистану, кыргызам, таджикам, когда вы наезжаете и Башкортостаннан, Татарстаннан глумитесь, нахуй, имея в виду, беря пример от русских,
над нашими азиатами вы в большом, нахуй, как скажем, затмении, блядь, нахуй. Вы, ну, блядь, в ошибке, блядь, в огромной. Потому что вы, грубо говоря, свой народ, получается, ну, чмырите. Потому что мы все одинаковые. У нас нету различий по сути. По языку, само собой, по мусульманству и так далее. Вы не имеете права, как говорится, переходить рамки. Если это узкожопые делают, нужно это действие как-то прекращать. Как-то нужно делать так, чтобы, блядь, башкирт, блядь, татар в этом деле не участвовал. И старался этот человек заткнуть нахрен этим узким рты, блядь, всем, когда они делают эти действия на наши нации, которые, блядь, нахуй уже, ну, чмырят, грубо говоря, да, это Башкортостан, Татарстан, да, это то же самое, что вот сегодня я читал, что 1500, кто-то 1200 пишет, блядь, человек будут выгонять из Башкортостана. Также было до этого из Татарстана. А до этого, если помните, блядь, этот долбоеб Минниханов ездил, блядь, в Узбекистан или куда он, Таджикистан ездил за людьми, блядь. Вот как понять, нахуй? Одних выгоняют, а другой долбоеб едет за людьми, нахуй. Потому что им, понимаешь, там подъезды чистить некому, нахуй. Вот в какой ебанутой среде вы живете. И мы должны уничтожить эту власть, блядь. Мы должны уничтожить, блядь, нахуй, чтобы к нам, нахуй, из Дагестана, допустим, не приезжали, нахуй, и шапалак не делали татарину, блядь. Вот всякие вот эти тупорылые, нахуй, узкожоповские законы мы должны раз и навсегда, нахуй, забыть. Чтобы, блядь, мы друг друга, нахуй, никогда, нахуй, не то, что, блядь, обижать, блядь, не должны, нахуй, вообще, блядь, нахуй, криво смотреть, блядь, на наши нации ближние. Как вы любите целоваться с турками, нахуй, вы научитесь, нахуй, сперва, как говорится, в десна целоваться вот с соседними людьми, а не с русскими. А потом уже, блядь, можно переходить в более дальние действия, блядь. Турция там, Азерботы и так далее. Только так. А так, если вы будете дальше идти, блядь, по такой веревочке, нахуй, просто, блядь, нахуй, Башкортостан, Татарстан, да, будут жить узкожопые. Даже с Азией никто не будет жить там. Потому что узкожопые займут наши места и не дадут им сюда заезжать. Вот и все. Так что раздумывайте, думайте. На этой ноте, короче, будем заканчивать, наверное, потому что этот... Пораньше начал, пораньше закончу, Дагенкивик. Вот шулайрах. Минихан тяп-ляп не делает. Вот именно, блядь. Миниханов тяп-ляп только делает. Но он говорит, чтоб тяп-ляп не делали, а на самом деле тяп-ляп и получилось, блядь. Миниханова только слова тяп-ляп, а он сам тяп-ляп. Вот так вот. Ника, да, спокойной ночи. Ника, короче, напиши мне в телегу, я не знаю, дай свои данные или напиши мне в ТикТок сейчас, чтоб я тебя зафиксировал там. Чтоб понял, потому что там есть у меня Анюта с Америки, короче, украинка. Вот. Но она тоже в последнее время не пишет. А в тот день я увидел ее в эфире, как они грызутся с этими узкожопами. Там война у них идет с узкожопами. Собрали там 9 человек и воюют там. Кто за кого, там пиздец там. Сыр-бор, блядь, в ТикТоке. Вот так вот. Поэтому, как говорится, украинцы также, я думаю, должны понимать, что Башкортостан, Ичкерия, Дагестан и Татарстан, мы, как говорится, должны держаться вместе. Мы кровь из нос должны держаться вместе, потому что наша причина и наша война одинаковая. Это Москва. Если это не понимают наши манхурты, мы их тоже будем, как говорится, ложить штабелями. Вот и все. По-другому никак. А то, что там с других стран Азии, да, так скажем, которые, блядь, идут, вот как та женщина, как в начале эфира говорил, из Узбекистана, за мужем, блядь,
умирать, блядь, за Путина, я думаю, эту ошибку должны обязательно рассмотреть братья, так скажем, мои узбеки, и не говорят другие нации, кыргызы и таджики, которые идут, блядь, в армию, блядь, на Украину. Хоть и у вас паспорта российские, вы нахуй решайте вопрос, блядь. Или вы остаетесь на гражданке, или вы нахрен, блядь, сжигаете этот ебаный паспорт и едете обратно домой. Или, последний вариант, с этим паспортом заезжайте сюда, в Европу, и говорите, что вы нахуй беженцы, и вы не хотите убивать, и Путин заставляет вас убивать нахуй. Я, допустим, узбек, и не хочу убивать, у меня российский паспорт, я думал, что россиянин, но они меня заставили где-то убийцами стали, тудым-сюдым, короче, и заедьте сюда и просите беженства. Вот и все. Тогда вот такой вариант вам, другого варианта нет. Поэтому используйте уж свой паспорт, купленный, так скажем, в кавычках нахуй, за 150 тысяч рублей, уж в нужных, правильных целях, блядь. Сохраните себя и свое достоинство. Давайте. Исянсов, good night всем. Рахмат, кто был, 5 справа, 8 слева. Кто не спит в это время, всем зур рахмат. Как это? Мерси боку. Спокойной ночи. Закроем по одной. Так, где меньше, давайте закроем в этот раз. И посмотрим, корригали, сколько людей. 2810 человек прошлись по этому эфиру. 4 часа ровно, оказывается, я вел этот эфир. Как раз вот сейчас здесь тоже будет 4 часа. Так что спокойной ночи всем. 4 часа эфир. А здесь все данные закину в телегу.